Кто вообще, блядь, такой Аллах? И его посадили на 8 месяцев. Его посадили, короче, на 8 месяцев, потому что он якобы оскорбил кого-то там. Я это как цитату сказал, если что. Там мужика посадили за то, что он сказал вот эти слова. И вот когда вот такое перестанет вообще быть, Ну правильно, тогда Европа я спокойно цивилизационная жить. страна. Никогда в жизни Ой, я не упомяну ислам вообще. Ни в каком союз. числе. И посадили дикаря, который оскорблять начал. Кого он оскорбил? Кого именно? Зови его. Ну ты же сказал, уже процитировал ты. Кого он оскорбил? Он Какая Бога разница, оскорбил? Он оскорбил? Бога оскорбил или как? Он Бога оскорбил? Ну да. Как он Бога оскорбил? Как Бог может обидеться? Он что, не Бог, что ли, тогда? Ну Бог не Получается, да? обижается. Бог не обижается, я обижаюсь. Существо, которое способно само за себя мстить и не нуждается в защите. Вот это цивилизация. А вот эта страна, которая кого-то оскорбили и посадили, это что за страна? О Англия. которой вы сейчас говорите. Англия это, ну, мягко говоря, сегодня Англия это пакистанский кишлак, пропитанная, которую захватили педики и мусульмане. Это не цивилизация. Это сегодня пакистанский кишлак. Это вообще смех, короче, клоунское недоразумение сегодня. Так что утверждение о том, что цивилизованная Европа посадила дикаря, это неверное утверждение. Англия Так мы не не говорим, цивилизованная что это страна. цивилизованная Европа. Нет, Мы говорим, антиспам. Антиспам сказал, вот цивилизованная Европа там посадила дикаря. Нет, Европа сегодня, короче, ну вот этот задний проход, вот этот Англия скатилась, и это не Европа вся. Это Англия одна страна, и в данном случае она не цивилизованная. Это страна, которую захватили педики и исламисты пакистанские. Никакого отношения к цивилизации не имеющие. Пакистанцы как умудрились захватить Англию? Тем, что им промывали мозги на протяжении 100 лет марксисты, ленинисты, социалисты, которые мы все одинаковые, и дерьмо, и, короче, торт – это одно и то же. Любитесь, долбитесь в очко, все друг с другом. Вот этой пропагандой промывали населению на протяжении 100 лет мозги. А пропаганда, она действует. Нельзя недооценивать пропаганду. Вот и сегодня мы получили то, что мы получили. А Это видели вообще мэра глобалистское, города глобальное. в Англии? Извини. Да, в каждом городе там всякие... Там на английском присягу не мог прочитать. Вот недавно. В каком это провинции его сделали. Ты представляешь, мэр, которого избрали мэром, там оделся в одежду, читает присягу, не может ее на английском, то есть он не знает английского языка. Это глобалисты захватили себе вот эту главную страну, которая является до сих пор. Но через нее они могут влиять на страны на всех континентах. То есть туда входит Австралия, африканские страны, где действовала монархия английская. То есть через нее они захватили бывшую английскую империю, где они дальше свою вот эту пидорскую идеологию будут навязывать. И торпедой у них будут именно мусульмане. Мусульман они будут использовать, пока они полностью не установят свои ограничения, свои коммунистические, свои идеалы. А потом и вас посадят то же самое, короче, ваш ислам. То есть с вами они после этого разберутся. Либо вы с ними разберетесь и обосрете весь мир, либо они с вами разберутся и всех нас посадят в клетку. Большой концлагерь, ГУЛАГ такой всемирный. То есть это глобалистская идеология, и это не все глобалисты или не все там богачи, не все капиталисты. Там тоже идет внутренняя борьба. То есть
Вот такое вот. Это ну, большая тема, большая. Вот цивилизацию я могу привести Рим. Бога нельзя оскорбить. Бог достаточно сильное существо, которое может отомстить за себя сам. И само понятие защитить Бога уже является богохульством. Вот это цивилизация. А то, что Не, я кого-то тоже там считаю, что Бога оскорбили. нельзя оскорбить. Какой-то человек не может Бога оскорбить. Кто считает? Я считаю тоже, что Бога нельзя оскорбить. Какое-то существо. Тут чисто влияет на людей, которые верят в это Бога. Ну, игра на эмоциях, на чувствах верующих Ну, получается. если, ну да, вот эти верующие, которые дают на себя влиять этому утверждению, по факту являются варварами, дикарями. То есть они недостаточно верующие, у них Бог настолько ничтожен, они верят настолько ничтожного Бога, что их задевает оскорбление этого Бога. Если бы они верили бы достаточно сильного Бога, который может себя сам отстоять, то оскорбление ихнего Бога, на это они ответили бы, или у них в голове была бы четкая мысль, его Бог скоро покарает, его Бог уничтожит. За него смотрите, что с ним скоро случится, и все. А если они оскорбились и их чувства были задеты, это являются самыми настоящими варварами и дикарями. Антиспам, а что ты думаешь о том чеченце, который порезал горло там учителю? За то, что он посчитал, Вот он знаешь, оскорбил Антиспам, Аллаха. вот даже я, например, ни одно оскорбление на меня не действует, так как я понял, что оскорбление это пустые слова, которые не имеют никакого значения. Представь, что я человек не оскорбляюсь, ни с какого оскорбления. А представь Бога, Бог, Всевышнее Не, подожди, существо. ты же человек, у тебя честь и достоинство же должно быть, нет, разве? Я должен быть ближе к Богу. Но ты же не веришь в Бога. Нет, я верю в Бога. Я атеист. Я имею в виду, человека можно оскорбить, потому что там задеваются твои... Но умного твои человека не оскорбить. Умного человека не оскорбить. Умного человека никогда А если невозможно оскорбить. умному человеку сказать, что он не умный, что он тупой, это не оскорбление? Это все равно ничего не будет значить для него. Потому что он прекрасно знает, что он умный, и все. Так тупой тоже считает, что он умный. Ну, который нас И все, пусть себе доказывает сам. Пусть себе доказывает, что он умный якобы. Локи, у меня еще одна кликуха есть, которую мне антиспам дал. Мать криворуких. Да, слушаю. Ко всему уже тому, что мне мусульмане приписали, я еще... Не, я хотел сказать мать Да ладно блудливых рук. тебе, я не обижаюсь. Не, я хотел сказать мать блудливых рук, я хотел сказать. А, еще лучше, молодец. Как же еще? Что еще от мусульман нужно дать? Ну, да. Да. Короче, поэтому антиспам, вот знаешь, главное это интеллект, не честь, не достоинство, ничего из этого. Главное это интеллект должен стоять на первом месте. Разумность и самопонимание, что какие-то слова из рта какого-то человека не имеют никакого значения, кроме как самого понимания себя. Типа ты должен сам понимать. Dobro gedisbare taal van antispam ik buur. Че? Ik buur gedisbare, так что? Доброс. Злость точнее. Марс, а что вы хотели сказать? Марс КГ. Не слышу. Что там злой заставил меня, я не понял. Да, они смеются, не обижайся. Марс, сушняка что вы довел. хотели сказать?
Да нет. Я хотел сказать Что? это самое. Ближе Вот к женщина микрофону. приводила же, если иудей убьет, то его, ну, засудят, да, а мусульманин убьет, ему достанутся девушки, да? В джихаде. Да, Но это собственно. в джихаде, это же на войне, а тот просто Нет, такого не на человека войне. убил из-за этого. Там же разница Нет, огромная. там и про мирное. Там и Там про мирного мирное нету. население. Просто Там на мирного нету. Нету на войне. Где ты нашел на войне, скажи мне? Как где на Ты войне? можешь привести аят, где будет сказано, что Женщина, джихад это женщина, только ты же на сама войне? сказала, что в джихаде, если убьет мусульманин кого-то, так, Да, но ты говоришь, что на войне, на войне. да, на джихаде. Ты сравниваешь джихад простым человеком, да? Простым убийством. Да, простому мирному населению, кстати, у тебя об этом как раз таки и говорится, 9, Джихад, 9, расскажи нам всем. 29 Что говорится, такое джихад? убивайте Расскажи нам, там пожалуйста. неверующих просто так, а тех, кто не уверует, либо заставляйте их платить дань, мирное население, платить дань, либо же, чтобы они оставались Джизья. униженными. Да, джизью, чтобы они платили джизью, будучи униженными. Там говорится про мирное население. В смысле, воины будут платить джизью. Каким образом? Правильно, никак, потому что они убиты. Мы осуждаем убийство, никогда не делайте такого. Ислам это зло. Читайте Мусульмане Коран. тоже осуждают. А что такое джихад? Поменьше Расскажи гладь. нам. Не баран, да? осуждают. Что такое джихад? Расскажи нам, пожалуйста. Джихад. Борьба. Внутренняя Какая борьба, борьба? сейчас скажет. Ну, Ну подожди, да, я сейчас на борьбу, по-всякому на можно, соревнования уйду, я джихад делаю, да, если я по борьбе пойду Да, бороться, это джихад. Серьезно? Да, можно джихад. Ради Аллаха. Если я с делайте. мусульманином, я с мусульманином буду бороться, это джихад будет? На борьбу по Нет, соревнованиям конечно. пойду. Джихад, да? Ты же только что Нет, говоришь, да. Ну, ради Аллаха, если кто-то хочет тебя Так, побороть, как это будешь может быть бороться? борьба? Да? А Ну, если я если пойду на хочешь. соревнования, ради Аллаха выиграть первое место? Нет, конечно. Джихад это? Нет, это не джихад. А если я Борьба- пояс и все возьму, борьба это нас- джихад, я борьба скажу с- Аллах борьба с Акбар в конце. нafsом. Ну Борьба с подожди, я nafsом. пояс, подожди, смотри, я пояс в UFC возьму и потом Аллах Акбар скажу. Нормально? И бисмилля. Можно так? Или, Ну, на, это или спорт, на 9, конечно, это так, а нормально, можно? это Да, спорт. хорошо. А тогда это является джихадом, если я на 9-летней девочке женюсь и от никяха ее, в ее доме? Что там это самое? Перемешиваешься. Тарих Ар-Русуру Аль-Мулюк, том 1, страница 163 от Табарани. Айша сказала, пророк пришел в наш дом, собрались там мужчины и женщины из числа ансаров. Моя мать пришла меня и спустила меня, когда я раскачивалась на качелях между двух столов или деревьев. Она вытерла мое лицо и отвела к дверям нашего дома. И остановилась, да так, что часть моей души ушла в пятки. Пока, когда я успокоилась, она завела меня домой, в наш Не дом. табарани, где- не табарани, а табари. От табари. От Табари. От Табари. Тарабани. Короче, от барабани, да. Короче, и, говорит, завела меня в дом, и усадила меня на колени пророка, который сидел на кровати в нашем доме. И затем мать сказала, да дарует Аллах благодать тебе в нем и им тебе. И затем все встали, это твоя семья, и дарует Аллах туда-сюда. И все встали и вышли. И возлег со мной пророк Мухаммад в моем доме, на моей кровати. И в этот день я была 9-летней девочкой. Вот. 9 лет он в ее доме, и на ее же кровати от никяха. Но Джихад. в то время, это не джихад. Не А было. подожди, это не хорошо. про джихад. Ой, Это не про джихад. И не было заколота в честь этого ни овца, Не было, да, да. ни верблюда. Да, правильно.
В честь этого праздника, да, не было заколото ни овца, ни Жадный верблюда. такой, представляете? Зайдите в профиль Даже с- антиспама. Зайдите в профиль его. Марс, а это джихад так или нет? А Не ты забудь- говоришь, это не было забудь то лайк время. поставить. Хорошо, Козёл. хорошо, Ага. подождите секунду, не спам, это самое, выключите спам Ты микрофон. здесь варишь Смотри, кашу. Марс, хорошо, это было, подожди, то время, хорошо, окей, а тогда куда одеваем 65-ю суру 4 аят, Который... который дозволяет, объясняет Аллах, как развестись с маленькими девочками. Это было не в то время, это сунна посланника Аллаха до конца времен. До судного дня. До судного дня. Что значит то время? В исламе нет времени. супного дня. Нет. Ислам до конца времен. Да. Но сейчас же вот 18 лет ограничили. Кто ограничил? Аллах? Конечно, не Аллах. Люди. А что ты? Это же Ислам не Аллах зависит от ограничил. людей? Ислам зависит от мнения людей, тем более куфаров. Нет, Аллах Ну дает вот. законы. Люди всегда портили, потом пророки приходили. Ну вот, люди испортили, подняли до 18 лет, испортили закон Аллаха. Люди испортили, до 18 подняли. 9 лет – это идеальный закон Аллаха. Ну, от 9 Плохие лет. По люди шариату, должны- смотри, Пармат, он человек пишет, по шариату должна быть зрелой физически, психологически зрелой тоже. Это вот так Ну по да, шариату. 9 лет – это Как и раз, психологически, да, И и физически, и психологически считается зрелой 9 лет. Ну да, правильно пишет он. Принимайте критику. Марс, что там еще? Что там еще люди исковеркали, скажи? Рабство тоже исковеркали, да? Рабство тоже запретили люди, да? Пармат, а ты Посланник видел Аллаха. антиспама страничку? Очень он тебя там любит на этой страничке. Да меня многие любят, я уже А вот привык к где ещё? любви. У меня еще вопрос есть к антиспаму. Всеобщей любви. Да, вообще, любимец публики. Да. Антиспам, у меня еще вопрос к тебе есть. Ты слышишь? Вот тут. Леон, Он плохо сейчас слышно, газовать ничего. будет. Всех приветствую. Лучше бы ты в Warzone заходил бы, Леон, поиграли бы. Я тебя ждал там. походу. Ты играешь? Да, ты ждал. Пойдем. Нет уже у меня глубокая ночь уже. Уважаемые, Слушай, всех да, приветствую. Ведущему Ты сейчас спасибо. играешь? Хармат, можно я вопрос Нет, задам вот я Марсу? сплю. У меня вопрос возник вот Марсу. Пожалуйста. Он сказал, что сейчас запретили, поставили ограничение 18 лет. То есть, по вашим словам, если бы этого ограничения не было, вы бы лично женились на 9-летней девочке? Вот да или нет, скажите? Это очень важный ответ, да или нет? Без воды. Ну, нет, конечно. А почему нет? Почему? Потому что пророку Абу-Бакр сам привел же, чтобы быть семьей пророка. Дочка стала. Ты что, Нет, издеваешься нет, сейчас? Если тебе я привезу 9-летнюю девочку, возьмешь? Свою? Да. Ну, если привезешь, Марс, ты такой хороший человек, пророк. Конечно, я бы тебя не отказал. За доверие твое. За твое доверие я бы согласился. Марс, Ну, на Марс, самом деле, если без шуток, то Я никакой без шуток Абу-Бакр отвечаю сам. тебе. Никакой Абу-Бакр ее сам не привез. Это он пришел к Абу-Бакру и попросил руки Абу-Бакр его привел. 6-летней. Не. Нет. Ты сыру прочитай. Послушай, Марс, послушай, не знаешь, мы это Еще все раз. читали уже 10 раз. Абу-Бакр пришел Мухаммеду
точнее, Мухаммед пришел к Абу Бакру и попросил руки его 6-летней дочери, то есть он 6 лет хотел с ней переспать. Но Абу Бакр сказал ему на это: «Ты же мой брат». На что Мухаммед ему ответил: «Ты мой брат по религии, а что касается женитьбы на Айше, то она мне дозволена Аллахом». Но Абу Бакр не отдал ее, а начал ее откармливать. Они 3 года ее откармливали. Айша это передает Сунан Ибн Маджа и Сунан ат-Тирмизи, что ее мать кормила ее длинными огурцами и финиками, пока она не стала пухленькой, и она стала пухленькой, как самая пухлая пухляшка, до 9 лет. А потом, когда ей исполнилось 9 лет, и она качалась на качелях, Мухаммед приперся к ним в дом и уселся на ее кровати прямо у нее в доме и попросил принести его товар. Мать пошла и принесла, посадила на колени, и он прямо в ее доме переспал с ней 9 лет. Дальше ждать он не мог, походу. То есть Мухаммед сам пришел, Абу Бакр не принес, и тем более она была засватана за другого. Ну, тебя Прометей спрашивает, а в чем проблема? Он человек на истине. А минусы будут, спрашивают, да? Да. Кому как на вкус и цвет, товарищи, нет, как говорится. Для них... Поднимайся, ответим. Марс, ты тоже свой микрофон включи. Марс, у тебя кнопка внизу есть. Включить микрофон, если что-то хочешь сказать. Этот человек на истине, тоже поднимайся, если хочешь. Этот Юсуф задавал ему этот вопрос. Извините, что что-то подкорректировал вашу дискуссию. Продолжай, Юсуф. Я еще вот хотел Марсу предложить такую сделку. Вот. Если ты готов, допустим, за меня выдать 9-летнюю свою дочку замуж, если я приму ислам. Микрофон. Марс, включи микрофон. А где он все? Почему нет? Только пророку тогда. Только пророку можно было? Нет, это пророка специально привел за Бакр, чтобы семьей стала пророка Айша. Потом Умар свою дочку. Лучше. Потом Умар радилаллаху анху привез за дочку свою Хавсу. Подожди, в смысле? Все ему Что ты дочки говоришь? привозили, да? Представляешь, хотели свою дочь носили, блин. Кто возьмет мою дочь замуж? Мухаммед, возьми Это мою ему дочь имам замуж, рассказал. Это ему имам рассказал. Мудрый имам. Там в селе как у него всегда. сказал так. 100%. А ты знаешь, что Мухаммед свою дочку не хотел отдавать рано? Знаешь? Да, он сказал, она маленькая. Пришел, Сейчас зайдет человек на истине, Пармат говорит. Когда Али, 5 минут. когда Абу Бакр и Умар пришли посвататься к дочери Мухаммеда, к Фатиме, Мухаммед ответил им: она еще маленькая, и выдал замуж за Али, а ей было 15. хочешь сказать, что когда он пришел к своему к отцу, да, он же был его другом. Говорит, слушай, давай я чпокну твою дочку в 9 лет. Он говорит, знаешь, давай. 6. 6. Когда он пришел. 6 он выдал замуж, а чпокнул в 9. Скажи мне, вот к тебе Он придет... же ее в пеленках видел несколько раз новорожденную. Кстати, Локи. Возбуждался на нее. Локи. Там же цифра 333. Мухаммеду она, скажем, снилась 3 раза. Во снах, когда ей было 3. Женился на ней, когда было ей 6. Далее, когда ей было 9. Аллах любит троицу. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Каких Ребят, же я еще вот- знамений вашего Господа вы отрицаете? Пармат, у вот тебя еще Марсу- 3 минуты осталось. Пармат, 3 минуты у тебя. Сейчас человек поднимется, короче, все.
Смотри профиль. Апологет мусульманин, опровержение христиану, призыв к исламу, ашхаду ан ла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Не оскорбляйте так, не оскорбляйте. Ребят, я Марс, вот... ты это, сказал, что это Аллах разговаривать, разрешает, если это Аллах слишком много, это разрешает файлы, которые совокупляться с отправляют. замужними женщинами. Ты слышал об этом? Разве это не прелюбодеяние, во-первых? Не, ну они же твоими Микрофон женами включи. становятся по факту. Мать верно. Они же по факту твое имущество теперь. Ты же не Да, с роддомной там согласие, гуляешь. согласие. Самое главное, добавь, надо ж по их согласию они становятся. Не, не надо, не надо. Согласие. Если провести кияс, получается, резиновую куклу можно купить и халяльно жить. Да, все верно. Ваши людей. Ребят, можно вопрос задать вашему гостю? Вот конкретно это даже не вопрос, просто вот расскажу вот одну историю. Я в прошлом году был в стране под названием Пакистан, в городе Карачи. Есть рынок. На этом рынке можно купить все, что угодно, включая детей. Там родители натурально продают своих детей. Я был своими глазами видел. Марс, как ты считаешь, это вообще приемлемо? Просто я вот другим мусульманам вопрос задаю, они говорят, что это не мусульмане. Но это же происходит в стране Бангладеш исламской, Пакистан, Афганистан. Это точно есть 100%. Я лично видел в Пакистане. Вот. И вот вопрос тебе, Марс, как ты к этому относишься? Другие говорят, что это не мусульмане. Но тем, что вы говорите, что это не мусульмане, 500 миллионов человек вы из ислама сразу выкидываете нахер. Это население 500 миллионов человек. Это вопрос, да? Да, Всё. как ты к этому относишься? Ну, нельзя Понимаешь, продавать детей. Нельзя продавать детей по исламу. Кто запретил? Ну, кто продавал, я не знаю. Родители? Мухаммад продавал. Родители, Пророк я Мухаммад откуда продавал. знаю, кто. Мухаммад продавал. Эй, не надо наговаривать. Да продавал он. Рабов продавал. Подожди, а кто запретил продавать? Рабство в исламе не Аллах. запрещено, не отменено. Аллах. Нет, в каком аяте Аллах запрещает рабство? Какой аят, хадис хотя бы, не знаю. Много там их. Очень много. Да ни Один одного приведи, не если было. их много. Назови. Один из многих, пожалуйста. Один. Много не надо. Нам одного хватит. Где Аллах отменяет рабство. Все. О, бисмилля, ахи зашел. Вспомню. Без проблем. Вот твой брат поможет тебе сейчас. Брат, ты можешь привести аят, где Так, Аллах отменяет так. рабство? Так, приветствую, здравствуйте. Зашел. Приветствуем, приветствуем. Да. Здравствуйте, зашел сюда ответить насчет. Я был на улице, поэтому написал 5 минут. Подождите, чтобы я прошел домой. Насчет вопроса о Айше, я тут крайком ушек услышал, и проходил через эфиры. 18 ей услышал. было, да? Нет, это ложь. Ей и вправду было 9 лет, когда она была с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, мир ему благословение. И могу сказать только то, что это являлось в тот момент, и даже после этого, даже после 300 лет после этого, в средневековье. Подожди, Зло. Это, секунду, можно закончу? Да. Это было абсолютнейшей нормой. Это практиковалось брат. в тот момент. Можно Ну, закончить? вообще. Добрый, не мешайся. Это Вроде- было абсолютной нормой. Об этом пишет Стефани Конс. Книга называется «Брак. История, как любовь изменила Хорошо, историю я брака». тебя Смотри, полностью секунду. понял, брат. Можно я закончу? понял, Не, можно смотри. я закончу, доведу свою мысль до дела? Мгм. Да, об этом пишет Стефани Конс. Это американский историк семьи, брака, изучает вообще брак во всех сферах. Я читал эту книгу,
Книга говорит о браках древности, средневековья, времени, когда жил Мухаммад, пророк Мухаммад. Хочу сказать Это то, было что нормой в то время, секунду, да, не спустя 300 год. Можно я не Хорошо, перебью? дай мне кратко Можно- один этот сказать. Можно Это я бессмысленно не- будет, потому что ты полчаса Субханаллах. будешь говорить, это бессмысленно будет. Я Просто не буду- смотри, Можно это я- сейчас является в исламе нормой. Сейчас это является нормой по исламу. На данный момент, если смотреть с моральной точки зрения, на нынешний момент жениться на Не по морали, по исламу, Я же по говорю, исламу, по Корану. Сейчас это правило... подожди. Сейчас это правило Я ни не в коем понял. случае не действует. Это правило не действует. Подожди. Я жду. В твоем утверждении есть ложная предпосылка с моральной точки зрения. У тебя твоя мораль, она от Аллаха, и она едина до судного дня. Ты только что изменил своей исламской морали и судил с точки зрения человеческой морали. То есть ты вместо морали от Я Аллаха сказал, и с точки выбрал зрения ислама, и с человеческую точки мораль. зрения нынешней морали вы меня не дослушали. Я только что тебя очень внимательно слушал. Сегодня, с точки зрения морали, Да. это ненормально. Даже с точки зрения ислама. Что значит с точки зрения ислама? У тебя С точки зрения ислама, ислама вы не расслышали? Мухаммед является пророком, который в 7 веке умер. Он назван примером для подражания. И исследование за ним является сунной, которая едина до конца судного дня, до скончания времен. И что там кафиры говорят, опираясь на свой разум, искаженный куффарский, и устанавливают какие-то тагутские законы и морали, оно никак не влияет на исламскую мораль. Хорошо, все, не перебивайте теперь, все наши ученые Ахли Сунна валь Джамаа единогласно согласны с тем, что то, что пророк Мухаммад был примером для подражания, то, что он женился с Аишей, когда ей было 6, и был с ней, когда ей было 9, это не дает автоматического правила для всех времен и для всех обществ. В нашем фикхе, то есть исламском правиле, важны не только примеры из истории, но и такие принципы, Про как какой... масса. Это, смотрите, можно Можно я закончу, доведу мысль? Не можно. Есть у нас Не можно. Не можно. Есть у нас термин масло, Не можно, чтобы... который говорит о Не можно, общественной чтобы ты пользе, закончил. отсутствии вреда и соответствии с местным можно. условиям и Ну дай нормам. договорить, Не что можно. проблема. Можно я договорю? В том, что человек несет абсолютную ахинею с чата GPT. И не можно тут цитировать чат GPT. Это общественное. Вопрос. Чат GPT под Вопрос. запретом? Ты только что... Нет, он просто не шейхуль ислам. Вопрос. Ты только что сказал, с точки зрения Я не довел исламского свою мысль до фикха. конца. Еще раз. С точки зрения исламского фикха. Какого масхаба фикха? Про какой масхаб ты? Смотрите, у нас есть термин маслаха, то есть это общественная польза. Она говорит о том, что в определенное время должно быть отсутствие вреда в соответствии с местными условиями и нормами времени. Мы на нынешних нормах маслаха видим о том, что нынешние нормы не соответствуют тому, что были во времена... масхабе? Саллаллаху алейхи вассалям. В каком Говорится, масхабе? Можно я Еще раз. закончу? Выключи свой автоответчик. Не можно. Не можно, конечно. В каком масхабе, в каком фике? Отвечай. В каком масхабе, в каком фике есть такое понятие, что в соответствии с нормами какого-то народа что-то там ислам Во подстраивается и всех меняется? Кит, ты меня дослушаешь или будешь закрывать микрофон? Я тебя Малик, слушаю, когда микрофон Мне не закрывать закрываю. микрофон. Мне кто-то закрывает. Это я закрыл. Эхо бывает, когда Маликитский ты... и в ханафитском масхабе, и в маликитском масхабе, и в Я сейчас шафиитском тебе масхабе, во всех достану. масхабах. Я сейчас Во тебе всех четырех достану масхабах и маликитский,
и маликитский, и масхаб, и шафиитский, и ханбалитский, все 4 масхаба, и они четко и ясно, опираясь на хадис от Аиши о 9-летнем ее возрасте, выводит свой хукам и фик, что на 9-летний брак разрешен в Он исламе. соврал, Пармат, он соврал. Смотри, читаю определение маслаха. В исламском праве фикхе означает общественную пользу, благо или защиту интересов. Она применяется правоведами, муджахидами, внимание, для вынесения решений в ситуациях, которые не описаны напрямую в Коране или Сунне. И А мы Совершенно говорим верно. о том, что описано в Коране или в Описано. Сунне. Прямой текст. смотрите, маслаха вы можете посчитать, посмотреть. Она применяется в разных методах, в разных Уже тебе условиях. прочла. И в Уже тебе нынешнем. прочла. Хорошо. Ну, ты тоже почитала чат GPT. Еще раз. Ну так это тоже На можешь почитать данный чат момент. GPT. Мне из своих На знаний брак. достаточно. Кому-то запрещают, На брак. кому-то не можно, получается. Смотрите, На брак с 9-летней девочкой существует прямой текст и сунна. И все 4 масхаба дозволяют наши все 4 жениться на масхаба 9-летней вместе согласны девочке. с тем, что брак Шарх допустим имама Ан-Навави на хадис 1425. Все 4 масхаба единогласны, что брак на 4-летней дозволен. И маслаха тебя в Смотри. данном случае не Смотри, спас. в нынешнее время все 4 масхаба Что значит определенно. нынешнее время? В нынешнее Нынешнее время время нету в есть. исламе. Есть. Нынешнее время Ислам есть. Смотри, нету, нынешнее время нету, все 4 масхаба нету. вместе согласны, что брак допустим только при Нету жене. нынешнего времени в исламе нету. В ислам он до судного дня. Хорошо, все. Ислам Я дождусь, чтобы ты подстраивает, закончил, потом я... еще раз, ислам подстраивает под себя все морали и все нормы всех народов. Ислам не подстраивается под какую-либо мораль или под какие-то нормы. Ислам под себя подстраивает все народы и все морали. Ни маслаха, ни пупляха, ни хрена тебя не спасает. Ни времена, ни наши времена, ни тогдашние времена. Ничего тебя не спасает. Сегодняшние времена, нынешние времена в Афганистане, Пакистане, Ираке и так далее женятся на 9-летних девочек и будут жениться до скончания времен. Все, кто являются мусульманами. Что, ты закончил? Угу. Прекрасно. Насчет 4 масхабов. Все 4 масхаба вместе согласны с тем, что брак может быть только и только шафиитский масхаб, ханафитский и другие. Они все вместе согласны с тем, что брак допустим только при достижении зрелости, то есть пубертата, и собственного согласия. Это во-первых. Во-вторых, Еще значит, раз, ты меня опять зрелость в перебиваешь. Вот я тебя исламе. до конца дослушал, а ты меня не Нет. дослушиваешь. Как можно мне Я с тобой дослушал говорить? тебя, сделал одно утверждение, я сразу корректирую, дополняю. Зрелость в исламе А когда я считается... тебя пытаюсь Зрелость, корректировать, ты меня закрываешь. зрелость. Ты не можешь меня корректировать, потому что ты сидишь, чушь несешь. В исламе зрелость достигается, несешь. когда девочке исполняется 9 лет. Насчет Ан-Навави. Утверждение про пубертат. Он говорил Утверждение. Еще раз. Утверждение про пубертат опровергает 65-я сура, 4-й аят и книга резюме юриспруденции Ибн Фаузана, муфтия сегодня действующего Саудовской Аравии.
И толкование всех толкователей. Всё, Единогласно. 65 сура, 4 аят. Все басни ваши про пубертат, про месячные опровергает. Наконец-то, насчет Ан-Навави. Ты говоришь о том, что он дозволял ранние браки. Это совершенно Не он не так. дозволял, он Ан-Навави- шархе приводит. Хорошо, Не он можно? Я, дозволял, он да я шарх. даже не закончил, я его имя просто назвал, я хочу... Ты не можешь заканчивать Потому что врешь, мы тебя должны остановить. ложную позицию, то есть выстроив соломенную. Я даже не сказал свою Выстроив. позицию, я ничего не выстраивал. Закрой свою хлеборезку. Выстроив соломенное чучело, то есть мою позицию, абсолютно не имеющую отношения к моей позиции, ты создал только что, придумал позицию. Это называется соломенное чучело. И начинаешь опровергать соломенное чучело. Навави в своем шархе приводит мнение всех 4 мазхабов, что брак на 9-летний дозволен. И дальше идут противоречия, можно ли ее принудить к сексу. Смотри, он... Еще раз, можно ли ее принудить к сексу, либо нужно ли ее согласие на брак. Большинство говорят согласие ее, поскольку она еще небольшая, молодая, не требуется согласия. И принудить к сексу можно говорить один мазхаб ближе к 9. Опекун. Он говорил о том, что опекун может заключать брак за несовершеннолетнего. Но половая жизнь... Еще раз, он ничего не говорил, он приводил... Еще раз, он Я не говорил. закончил, ты меня перебиваешь. Еще раз, он ничего не говорил, он приводил мнение имама Ахмада и других факихов относительно того, что если опекун и жених согласились на том, что секс с 9-летней неполовозрелой девушкой не принесет ей вреда, то секс в данном случае дозволен, и ее можно принудить к сексу. Это не Навави говорит, он приводит мнение 4 мазхабов. Так что не говори, что Навави говорит. Смотри, он обсуждает вопросы фикха в современном времени. Он говорит о том, что половая жизнь допускается только после физической готовности. То есть половозрение – это достижение зрелости и так далее. Он везде об этом упоминает. Еще раз, Навави ничего не обсуждает. Не перебиваешь, как я могу с тобой Дай говорить? договорит, дай договорит. Еще раз, Он же отвечает. еще раз. Ты меня Имама Ан-Навави. Как с Шарх тобой имама общаться? Ан-Навави. Еще раз. Шарх имама Ан-Навави на хадис 1425. Он приводит мнение, если опекун, мнение 4 мазхабов, где большинство из них говорят, если опекун, еще раз. Это так, даже если это так. Еще раз. Даже если это так. Опекун. Он приводит... Если опекун Дай и жених договорить ему тоже. договорились, Не-не-не. еще раз, если опекун и жених договорились, то есть смогли прийти к согласию, то есть если опекун согласился, сказал, Ты меня перебиваешь, что нагло этой девочке, перебиваешь. еще раз, если опекун дал согласие жениху, что секс с его дочерью не принесет ей вреда, то, основываясь исключительно на согласии и ее опекуна, Я сказал, ты закроешь свою пасть? еще раз, исключительно основываясь на одном лишь Это согласии какой раз ты это опекуна, Я не могу... жених имеет право с ней совокупляться. Дальше я тебя поправил дальше. Говорит дальше, слушай. Обиделся, не вывез, короче. Ну, сидит, чушь несет откровенно.
Вот смотрите, а то, о чем он говорил, да, маслаха вот это, чтобы решение, основанное на маслаха, было законным, оно должно отвечать 3 главным критериям. Быть разумным, первое, и логически обоснованным, второе, служить интересам всей общины, а не отдельного человека, и третье, не противоречить букве и прямому смыслу священных текстов Корана и Сунны. Извиняюсь. Да, это то есть решение, если в исламе нету никакого текста, никакого примера посланника Аллаха, то вот это уже является маслаха. А если есть в сунне пример или в Коране текст, то никакое маслаха и личные мнения людей не имеют к этому отношения. Да. То есть уже Что и когда требовалось выходишь за доказать. пределы, да, за пределы сунны и буквы, то есть когда ты уже выходишь, вопросы, касающиеся уже, на которых нет в исламе ответа или примера, вот там уже собираются, там голосуют умники, короче, это не принесет нам вреда и совершается. Он решил, Рейхулф, это короче, ты там снизу еще? повоевать. Снизу Да, и повоевать допиши. еще. Сам хоть понял, что он написал. Что, будалаки закончили, что ли? Поднимайся, что вы? Тут сидят внизу, ряд сидят они, несколько ряд сидят. Просто. Скрин сделать, аж через 6-7 ряд будалаков, ни один не принимает. Все, короче, я иду спать. Приятно было с вами пообщаться со всеми. Спокойной ночи. Сейчас пойду в личку Спокойной загляну, ночи. посмотрю, сколько мне матов там написали за сегодняшний Только вечер. Шахид Мопедов там, да? Да. Все, пока, до завтра. Пока, спокойной ночи, всего хорошего. Спокойной ночи вам всем тоже. Готов выйти на диспут, говорит. Делал Азору. Я не хотел перебивать Хармата, да. Вот этот паренек, ну, по голосу, мне кажется, он тоже не достиг половозрелости еще. Да, Ну, голос да, такой да. сильно детский. А Да, интересно, просто вот он можно там ли весь такой... можно ли его принудить в данном случае тогда? И Ему требуется надо ли в его Пакистан. согласие? Да, хороший бачабози из него получится. Ну, думаю, опекуну отцу, если копейку дать, он согласие, да, что принудить. Мусульмане же деньги очень любят. Просто знаете, что мне вот интересно было всегда? Вот люди, которые, ну, условно, молодые. Мы тоже когда-то были молодые, там, кровь горячая, мы думали, что все неправы, мы правы, как бы мы такие умные все. Но говорить о теме религии, выставлять себя каким-то проповедником там ислама, там чего-то в таком юном возрасте, парень, я не знаю, как тебя зовут, вот человек на истине, да, вот ник. Но мне кажется, тебе бы подрасти, опыта набраться жизненного. Вот, поучить свою религию хорошо. И потом вот делать... Пиздечку попеть. И с Он кем-то, говорит, да. ему 19 лет, значит, бачабози он не подходит. Слишком старый. До 30 берут, я смотрел передачу, прям интервью брали, отвечаю, берут до 30. Да молчи ты, молчи. Самый прикол, Я вот, знаешь, был Парват, еще в что этой- делают? Сейчас, они еще что делают? Я видел, интервью брали одного. Он, короче, его с юности взял, короче, и у него две были. Одного взял 20 чем-то, 27 ему было, то ли лет, короче, 25 было, не помню. В итоге они выросли, он их поженил, они у него дома живут. Он с ними, когда хочет, дальше работает, короче. У тех еще жены есть свои. Вот такая дичь там это снимали в Афганистане, показывали, я в шоке был.
Там один блогер. Вот я все-таки хотел услышать ответ вот на мой вопрос про Пакистан, вот Афганистан, Бангладеш. Вот всего лишь 3 страны, это 500 миллионов, не 500, по-моему, 400 с чем-то миллионов человек. Вот, да, вот утверждают мусульмане, что они живут, скажем так, неправильно, мораль у них неправильная. Я задавал этот вопрос, у меня был гид в Пакистане, да, я ему задавал вопрос, неужели нормально продавать на рынке детей? От $200 цена до там, примерно 2-3 тысяч, в зависимости, насколько там красивый ребенок. Да. Страшно, мне даже стыдно такие вещи произносить, вот, но у нас раз тема такая, я это вынужден говорить. Вот, я задал вопрос, а что, если вот какие-то мусульмане будут не согласны с вашим мнением? Вот, ответ был таков, пусть приедут сюда, и мы с ними будем разговаривать на языке шариата. Человек на истине, ко мне заходи, там про нормальную истину там, проговорим. Что такое истина, как ты на нем стоишь. Там. А вот это 9-летний возраст, это ты не сможешь опровергнуть, чувак. Прекращай это дело, принимай ислам, становись мусульманином. И приходи ко мне, поговорим с тобой про истину там. Ты же считаешь, что ты на истине уверен. Вот и об этом и поговорим. А 9-летнем возрасте это нельзя опровергнуть. Это догма, чувак, на котором построен все 4 масаба, все 4. Даже самый либеральный ЛГБТшный Абу Ханифа масаб. Согласен с этим. Почему у Парма-то голос другой и акцент? Босс. Я же пророк, братан. Пророк, Аллах дает мне такие способности менять голос. Акцент могу иногда с акцентом говорить и без. Я же избранник, любимец Аллаха. Ислам там Пармат что кест поднимается, Пармат кест лоцар дохазут по всему свое время салату и шватса любой на шухавечу и нуся шуноц. От бакчу кварту урбол шух любой на кого лишь. Салату и шватса. Да. Маршал Думасаги выжил. Маршал. Ну, а что, куда что? Машу, алхамдулилля. Лишь олаш, та языкар олш, малдуешь, да, что. Аллах данш, дика. Аллах данш, что. Зулум махаликлиш. Зулум дуй и махаликлиш. Войнука. Это не формат, это формат. Это я с телефона сижу, автотюна нету у меня. Камеру включить, а камеру нельзя включить. Нельзя тут включить. Это я заходи на мой канал, проверь. Это мой голос реальный. Мы чуем, что вам. Этот Узар, будучи мусульманином, как и подобает, врет, сидит. Раза, вок питан чу, да вала, оставь его в покое. Вок питан чу, он сам свое, это самое. Это мой брат. Просто Олдалу. Таджима хайкал лордуется в космосе. Так, Петеру пока Олдалу. Бог, да. Ну, мет вор, вути, ватсти. Вор, хау. Ой, гладуешь, целыми сутками. Цундецун метцова шанса ят. Цун мозг метаер. Он даже сутками ой гладуешь, вахуй. А ой хайклихом дивить. Цундецун хайкал метте, души хайклу хайзируис. Хатаго ой вообще бож. Арбит хаживахум дин до делиету бош. Яхцаетом бош. Так, иши хайкала водлурват. Рано или поздно цуна выборе езарится. Ой, я قيتم شوية يزرويس يسا بيت حجوخم يقوبل دو أس بيت حجوخم خلاري بيت حجوخم خل دعورو
Hiç o yazar yoksa ne uybar. 100%. İşte Ozar. Pik iyiydi. Şöyle Aynen, halval. tamam. Vah kusturvaç o nas. Vah kusturvaç halval. Все Лимон нормально. можешь Петушиный угрош. Петушиный Лимон угрош легко мое снили. только. Лимон вахка Петушиный снили. угрош. Петушиный угрош мое только Озар. То есть уже кашера и петушиный угрош. Я аж привыкнул не дал. Да не, он в чем-то в своем правде, да, как бы стоит. И почему у него это все не уничтожилось? Почему он не вернулся в Чечню? Иду вопрос. Почему ты не вернулся в Чечню, غزر؟ عندنا أحسن دحر يقنقل أحسنين مسانين هق إفير ملوچنين حهود غيرشو عهو بچحل غيرشو Ангел. Ангел бо. Это ли юбки келелечан аж йохо сан мялеш бо. Сообщее сагда это сказар вообще сугидам да это. Паспорти киячи хаячота интервью таялчота сумқиш гидам да вообще. اولا ايضا خير خلشي بايس ايضا وزلا ديلا خلشي بايس همدم ده تريد خلي تنسى ايضا تيالج خلي تنسى هتي خير الله ايضا خير الله ولا قيتيو أعوذ بالله 70 000 أخلدوا يودونا أبو هريرة Украины дадал дизеля 45 000 вахвахи. События босса вообще не в тему, что события не в тему дуется, тем ты хотел не дуется события. Давай. Тем рыц ахтя. Абу Хамзат, Абу Хамзат, потому что его там петушат. Петушат. Я на Кавказе родился, с запада восстал, и как возьму восток, потом и вас приведут к нам. А что речи. Только петушиные речи. Вот ben çağırıyorsak kukut mağıyor şey. Bedel şey meyla. Погонишь, ба? Дыгду. Хармат, а можно вопрос тебе задать? Вот у тебя в твоей нации, да, в Чечне, когда ислам укоренился, да, когда вот он получил такую поддержку со стороны населения? Сколько лет назад? 30 лет назад. 30 лет назад. То есть, условно, вот эти ребята, которые пишут, я как бы не понимаю, что они говорят, но контекст как бы понятен, да? Они недовольны тем, что как бы ты для них враг, там, то все. Вот они же тоже знают, что 20-30 лет назад ислам укоренился в Чечне. Нет, не знают. Это тупые идиоты, которые не знают, что они вчера ели. Они ни хрена не знают вообще. Они не знают, что в 44-м наш народ выселяет. Они вообще ни хрена не знают. Они как вылупились, блин, так и живут, блин. А по их версии, когда ислам укоренился в Чечне? Вот по их версии, по их там знаниям. До Мухаммеда, еще со времен Нуха. Мухаммед вообще был чеченцем, по их мнению. И Авраам был чеченцем. Ты сейчас, наверное, подумал, что это совсем тупые чеченцы какие-то говорят. Я тебя огорчу. Это рассказывают даже вот считающиеся академическими преподавателями истории чеченского языка. Даже среди этих
Я не хочу обзываться опять, не хочу их оскорблять, блин, это такой позор, черт побери. Аболтусов, бац, дети, Аболтусов. Ничего страшного, все нормально. Как есть. Абу Хамзат пишет, предатели вашей религии. Нет, предатели как раз-таки те, кто приняли эту религию, ислам, которую принесли арабы, пуская по кругу наших кавказских женщин и забирая наших детей, как пушечное мясо, делая их мамлюками и рабами и кидая их, чтобы расширять арабскую империю на запад и в Европу. Вот те, кто приняли религию ислам на Кавказе и являются самыми настоящими предателями рода и племени своих предков. Я не знаю, не представляю, как они посмотрят в лицо своим предкам, которых арабы насиловали и пускали по кругу, а потом, когда надоедали, на рынке продавали как товар, который покупатели проверяли, просовывали руки в промежность, щупали за груди. Это и есть эти самые настоящие предатели. Слушай, сейчас. Ты все сказал свое. Если у тебя мужество, если тебя хватит, я тебе до этого тоже сказал. Как мужчина, принимай вызов 1 на 1. А не в этом твоем дом 2 жест, когда Так тебе я трудно... принимаю без проблем. Давай в Телеграме. Я 1 на 1 принимаю. без никого. Я не хочу вот это в твоем доме 2 жест участвовать. Давай, пожалуйста, у нас тут дома 2 нету, тут мы У тебя вот братья. это дом 2. Когда ты не можешь Тут тянуться, мои братья, тебя это я же поддержит, тебе уже говорил, ты переходишь на оскорбление, чтобы тебя отсюда выгнали. Ты оскорбляешь всех а когда ты мою участников, книгу оскорбляешь, понимая, что тебя пинком под зад отсюда выгонят. А потом ты будешь скулить в комментариях, меня выкинули, не вывозят. Тебя никто не даст здесь оскорблять участников. Также с тобой никто не будет пытаться тебя переорать и шакать тебя. когда не выключай Если микрофон. ты мне кидаешь вызов 1 на 1, я его принимаю. Ты садишься на камеру, в Телеграм заходишь, На камеру я открываешь не свое знаю, лицо, не на камеру. открываешь свое лицо, и мы с тобой лицом к лицу, Не видя друг друга, обязательно, не разговариваем. выключай мне микрофон. Зачем выключаешь микрофон? Потому что, когда я говорю, ты со мной наравне говоришь. Потому что ты не тянешь, поэтому ты выключаешь, понял? Ты или вот эти твои щенки. Когда ты мою религию Ты оскорбляешь. опять я вас оскорбляешь не участников. Твою Я вас религию я не оскорбляю. религию оскорбляете. Я с тобой разговариваю крайне уважительно. Ни тебя, ни твою религию, ни твоего Бога. Я даже сейчас в данный момент с тобой не обсуждаю. Мы с тобой в данный момент обсуждаем наши дебаты. Тут мы твою религию даже не говорили. Я с тобой уважительно общаюсь, а ты хамишь и оскорбляешь не только меня, но и всех участников. А потом еще ты хочешь после всего этого, чтобы я как с равным с тобой сел, как с человеком разговаривал. Нет, ты ишак, самый настоящий. С тобой на равных я разговаривать не буду. Ишак это ты, твой отец Ишак, который тебя, лучше бы тебя там на пол кончили, чем такого сына родит, блин. Маша Аллах. Мухаммад же сказал, даже если на пол, то родится то, Брат, чему суждено. отца, зачем на отца Достоин. переходить? У него отец нормальный, хороший Его не верующий человек. воспитали. Вот потому что его не воспитали, понял? Вот Не, у него Достоин, отец достоин, верующий человек. достоин. Хорошо. Он почему пророка затрагивает? Ну он такой, смотри, он такой, причем ты его Не, я отец? буду затрагивать. Вопрос с Отец сестрами причем? задавай, да? Отец при чем здесь его? Потому что. Вот почему он пророка затрагивает? Хорошо, вопрос. Нет, Логично? смотри, если ты ему вызов кидаешь, смотри, ты вызов кидаешь, хочешь поговорить, ну, без оскорблений, как он сказал, 1 на 1, ну, запишите, это будет благо, да? Вот это своими вот этими шушерами выйдет только и все. Я Так он знаю, же сказал, что согласен, если ты согласишься. на камеру. Я что, клоун, что ли, ему на камеру? На камеру я не выйду, я сразу скажу.
Без Почему? камеры тоже можно. Ты в Без розыске? камеры тоже можно. А что, Предполагаешь, что без камеры да. нельзя? Подожди, без камеры нельзя? Ну, Но без камер у меня и так там 1000 людей каждый эфир заходят. Просто мне выделить для Ради тебя твоего время. контента, чтобы тебя там просмотрели, я не собираюсь. Принимай как есть, просто на аудио и все. Ну, пожалуйста, я принял. Для него вот Говори, разговаривай. Короче, Вот ты не я хочешь. принял, говори. У тебя сейчас это просто понимаешь, типа на видео не выходишь, типа Но я сейчас с тобой один на один разговариваю и без видео. Давай, говори. Я здесь не Пожалуйста, собираюсь. давай. Я тебе еще раз сказал, давай на телеге и все. В Без Телеграме никого. мне не... Без никого. В Телеграме мне не Нет, интересно. ты без камеры ты тоже можешь Мы снимать. сейчас с тобой Всё без равно мой камеры голос один на слышно будет. один. Не надо здесь. Один на Я не один с хочу тобой прям- сейчас разговариваю. Говори, пожалуйста, я слушаю тебя. Я тебе сказал. Опровергни меня, Давай уничтожи меня. тоже пойдем и все, без никого. Потому что ты не хочешь. Если я выйду в Телеграм, ты сможешь меня ломать? Ты даже не, Ты сможешь меня ломать? ты не сможешь протянешь меня эти ломать? 100%. Ты сможешь меня ломать? На, настолько кончен. Ломай меня. Он Ломай меня растерялся полностью. почему-то. Полностью, да? Ломай меня полностью, Абамзат. Если я выйду в Телеграм, ты сможешь меня ломать? Ты сможешь меня ломать? Абамзат, ты сможешь меня ломать? Ломай меня полностью. Он же засмущался, наверное. Не, я слушал его, эту попугая конченого. Что дальше? Вот видишь, ты оскорбляешь меня. Ты никакие дебаты не Я имею хочешь. право тебя оскорблять. Я имею право. Я буду тебя оскорблять Нет, еще. не имеешь. Нет. Я имею Ну, право. если ты меня будешь оскорблять, я человек для опять меня. повторяю. В жизни Я конченый опять человек, повторяю. такого, как ты, я никогда в жизни. Ну, не петушись, пожалуйста. ТикТоке не Петух, это ты петушись. большой, понял? Это ты Это большой. какой-то Мухаммад 2 зашел. Не петушись, пожалуйста, я тебя умоляю. Абу Хурайра, Абу Хамзат. Нормально говори, Харун, без оскорблений. да. мусульманин, ахи. Харун, красавчик. Сколько людей ты, блин. Ты знаешь, твое достоинство, я отдаю тебе должное, Харун. Ты столько лет мусульман обманывал, что в исламе, в Коране есть научные чудеса, и вытянул их на наше поле науки, Я где мы их вообще полностью случайно сюда. уничтожим. Я вообще случайно сюда на эфир попал. Нет, я не сейчас эфир говорю. Ты столько лет писал книги, что в исламе есть научные открытия там и так далее, что всю исламскую умму вытянул на наше поле, на поле науки, где наука их уничтожает полностью. Спасибо тебе, ты большую долю, большую, вклад вложил в уничтожение ислама. Спасибо. Ногчи, да? Да. Да. Нация. Чеченская нация. Освободим глаза, ты- вообще не в тему чуту, освободим глаза. Да, ночь. Все понял. Да, он не чеченец. Как да, тебе? вот. Ты не А? чеченец здесь. Чеченец Ты- так не ведется. Ты Ты будешь... конченый. Тут уже ты за живое задел, чувак. Ты тут Шестой уже сот это что за живое задел. Ты петушня, вылупившийся, непонятно от какого ишака будешь разбирать, кто чеченец, а кто нет. Ты петушок. Ты будешь говорить, кто чеченец, а кто нет, что ли? Ты кто такой вообще? Петушок, ты есть Тебя петушок. какой ишак родил? Какой ишак тебя родил? А может, верблюд все-таки. Да, может, и верблюд, и ишак. Что тебя родило и где тебя родило?
Знай свое Отца место, не Абу Бакр петушок. зовут, случайно. Раз тебе дали тут чуть-чуть поклонничать и рассмешать, ну, смешить людей, это Отче, не мне значит, что тебе свинья дадут ноги на стол поднять. Знай это свое место, и все. знай свое место и сиди на попе ровно. Пошел ты. Все, не обижайся, дорогой, пожалуйста. Это Что ты ты большая обиделся? обиженка, которая из дома и выбежала, которая... Подожди. Единственное, что мы знали из Чечни, что творится в Дагестане. Ну, Да? я что-то ушел. В Тоже что-то Дагестане сразу что не в тему. творится? Да, то. Корчу тогда резко. Из Босс, Турции, подожди по-братски. из Арабии в Турцию, а Да потом ладно, из танцы, Турции. лишь интересно, они не интересны. Они не интересны, понимаешь? Интересны мы. Это наш вот, имидж, мы бренд. Они хотят обсуждать, пусть обсуждают. Пусть набираются мудрости, опыта, жизненных принципов у нас. Пусть. Ничего в этом плохого нет. Обиженка, которая из дома избежала. Сходит с Шестой ума. слот, ты плачешь, что ли, там? Что ты сказал, Абу Хамзат? Что ты сказал? Что сбежал? Которая из Что? дома избежала, говорю, обиженка, говорю. Получается, ты Продал из... свою религию. Получается, ты из матки своей матери сбежал. Возвращайся в матку своей матери. Что ты оттуда сбежал? Сын проститутки, конченый ты человек. Айша, мать которая, вообще-то- подожди, ночью пропала, Секунду, следующий день секунду, обед секунду. молодым вернулась. Кто тогда? Секунду. Моя мать вообще-то твоя сестра мусульманка. Живет в Чечне, совершает 5 намазов, ненавидит меня. Она шлюха? Вот так вы уважаете своих сестер мусульманок. Отца, которого ты моего оскорбил и говорил, еще будешь оскорблять, он вообще-то был уважаемым шейхом, который огромной тысячи людей помогал лечиться по исламской медицине. 15 лет до конца своих Раз дней. такой у тебя отец был, вот ты откуда вышел, скажи, да? Откуда Ну, такой я такой, пусть я такой буду, пусть называй меня конченым и так далее. Но своих братьев и сестер мусульман, моих родителей хотя бы не трожь. Будь последовательным мусульманином, не будь животным, блин. Вот. А когда ты других затрагиваешь, что? Чувство мусульман. Ну и пусть ты должен со мной... Ну Когда ты тебя- сам подожди, посуди. когда Ты тебя со мной... затрагивают Я границы. куфар. Я Вот. враг Аллаха. Ты со мной сравниваться будешь, что ли? Конченый человек, ты понял? Да, ты со мной сравниваться хочешь? Ты тоже хочешь быть конченым? Подождите, пожалуйста. Свободен Барзан, Делда свободен. Ты тоже хочешь быть конченым куфаром, Абу Хамза? Я никогда в жизни куфаром не стану, Ну иншаллах. тогда не сравнивайся со мной. Собираюсь вот Не как сравнивайся со мной. унизительно вот так вести себя. Не сравнивайся тогда со мной, раз я такой униженный, конченый и так далее. Ты будь великим мусульманином, набожным, верующим, чистым. Хорошо, раз ты из ислама вышел, а зачем ты чувства мусульман тогда затрагиваешь? Зачем ты это делаешь? Потому Почему? что мусульман. Да, Почему? отвечаю. А тебя не касается, как мы есть, так и оставь все. Ты принял свое, сделай свое, но не трогай чувства мусульман. Абу Логично? Хамзат, Как мы есть, так и я к тебе останемся. Это как к мы тебе- есть, это я имеется в виду. Абу Хамзат, Абу Хамзат, отвечаю тебе. Я к тебе на канал когда-нибудь заходил? Я буду заходить к тебе именно, знаешь, почему я зашел? Не, я говорю, я к давно тебе не заходил заходил. когда-нибудь? Ты ко мне Я не к тебе заходил, дом приходил? потому что ты знаешь, что с тобой будет. Да ничего, будет один ишак пердеть во все Вообще, стороны. хорошо, И все. герой. Которую я на бутылку посажу, и все, ничего больше не будет. Не только на словах можешь это на бутылку. Вот эту бутылку Ну себе... хорошо,
Ты можешь Раз проверить, отстанет, Вильнюс, потом тебе приезжай. дать бутылку. Ты можешь проверить, приезжай в Вильнюс. Я в Вильнюсе. Приезжай, можешь проверить. Но не надо петушиться в ТикТоке, пожалуйста. Не позорь нас, Кто бы кавказцев сказал? Кто бы сказал? и Кто бы так сказал? далее. Но я веду себя, Да, я считаю, что я себя достойно веду, пытаюсь как минимум. У тебя мужского достоинства нету, понимаешь, и не будет ее. Никогда. Ну, ты можешь отправить ко мне свою мать, и она тебе расскажет, есть у меня мужское или нет. Мы это тоже можем проверить. Отправь ко мне свою мать или сестру. Я твой весь тухум и балжест. Я могу эмпирически доказать тебе, мужчина я или нет. Эмпирически, научно. Да. Смело можешь отправить свою мать, свою Спасибо дочь. за отдел, да, освободят. Освободят, отдел, да, свахал, клоун. Это он И кому? чё, Может, ты что кому? дальше? Будем говорить про религию ислам, или ты дальше балаболить будешь? Давай ты мне в личку свою телегу скинь, и все. Если ты принимаешь, принимаешь. Если нет, то с тобой понятно, кто ты и что ты. Да ты Ты везде Хорошо. заходишь, одно и то же говоришь, вот Ну, везде молчи, воздух я гоняешь. сам не знаю. Вообще не надо Я сотрясать. сам Я не тебя знаю. везде вижу. Ты везде сотрясаешь воздух. Вот видишь, вот твои шакалы конченые. Тихо, Здесь тихо, Когда- тихо. Вот Мои твои шакалы, шакалы, говорит. которые за тебя завтра будут всю жизнь. Да я тебе за свое мнение говорю, причем тут за него? За него он сам сможет ответить. Ты просто везде, я тебя наблюдаю, твой ник, да, вот твою аватарку. Ты везде Хорошо. заходишь и скулишь. Подожди, где это я везде? Где это Да я везде везде? везде, у петушишься. Эльдара ты заходишь, короче, везде там ты там всех вызываешь, короче, на дуэль, но в итоге, Эльдар короче, ты тоже куда-то убежал. Эльдар тоже пропадаешь. убежал. Твой Эльдар тоже убежал. Вы одно и то же куча, понимаешь, говна, я вам скажу. Мы Твой агенты Моссада, Мощно мы сказал, агенты брат. Моссада. Мощно сказал, брат. Одна куча говна. Мощно сказал, брат. Ну что, будем говорить или нет? Почему ты предал своих предков? Дагестанских женщин. Я никогда в жизни не Араб. предал и не собираюсь предавать, понимаешь? Как Это не предал? Их же арабы по кругу пускали. твои глаза увидели, кто кого отпустил. Но твой мусульманин брат пишет. Ты не веришь ему? Ерунду не неси, да, Пармат. Но 9 век историк Аль-Балазури, твой брат мусульманин. Ерунду не неси, да. У тебя вот всю жизнь, знаешь, вот что вот реально. То, что пророк там на А младенце. давай тогда сделаем так. Вот всю жизнь у тебя вот одно и то же сорта, больше ничего. Давай сделаем так тогда. Зайди сейчас в YouTube и напиши «Сподвижники в Дагестане». Твои два брата мусульманина, один алим, другой ведущий, сидят и рассказывают то, что я тебе говорю. Твой брат мусульманин, но он это рассказывает как «Маша Аллах», добавляет каждый раз. Наши дагестанских женщин пускали по кругу «Маша Аллах». И через Именно пёс, кто да. это говорит? Но моя Нужен мама, человек. получается, мне Нужен троюродная человек, который сестра. сидит рядом, Как и ты- позиция. А там аноним какой-то, непонятно, там воздух, как будто я говорю. Это не дебаты. Воздух ты гоняешь людям. Я что, клоун, которому ты заплатил и нанял, который будет играть по твоим правилам, тебе он поддакивать? Нет, такого не будет. Смотри, Пармат, всю жизнь ты людям гонишь из воздух. Ты и есть большой В воздух. каком месте? В каком Везде месте? ты пробитый, понял? Везде. Не, везде это значит нигде, чтобы ты понимал на будущее. Ответ на конкретный, чтобы был пример приведен, когда задают вопрос, приведи пример. Если на это какой-то человек отвечает везде, всегда, это значит никогда и нигде, чтобы ты знал на будущее.
Хармат, можно вопрос задам вашему оппоненту? Подожди, Сейчас, хорошо. секунду. Я он один вопрос ему Он отвечу. только, сейчас, Он секунду, говорит, сейчас, секунду. всю жизнь гонит воздух. А Подожди, Борис, подожди. Путин тебе гонит Да при всю чем жизнь. тут Путин? Да подожди, Да? Путин, у него сейчас, он штаны обосрет. Сейчас ты все испортишь, он обосрется в штаны и сбежит. Вот Оставь видите, Путина. вот оттуда один выходит, другой шакал, второй Вот шакал. видишь, Вот вы даете ему место для маневра, поле для маневра. Смотри, Абу Хамзат, ты сказал, Не знаю, что я сколько знаю тебя уже, вот сколько. Успокойся. Ты сказал, что я гоняю воздух. Приведи один пример, где я гонял воздух. Ты всегда гонял воздух. Ты прекрасно это знаешь, что ты Еще раз. Я понимаю, ты полоумный мусульманин, но напряги извилины чуть-чуть. Я тебя прошу, чтобы у нас как-то разговор получался. Еще раз. Если человек просит у тебя привести пример какой-то, или ты просишь у кого-то привести пример, и тебе отвечают на это, да это всегда, да это везде, это значит нигде и никогда. То есть ты буквально сделал утверждение, что я гоняю воздух, и когда я тебя попросил привести пример, ты говоришь, везде ты гоняешь воздух. То есть ты буквально говоришь, ты нигде не гонял воздух. Ты сам себя опроверг. Либо приведи пример. Вот сейчас в данный момент тоже ты воздух несешь. Понимаешь? Воздух гоняешь. Просто пустой воздух. В данный момент мы с тобой... Что еще тебе сказать? Как тебе еще ответить? В данный момент мы с тобой про религию не говорим. Мы просто с тобой обсуждаем разные моменты дебатов. Согласен, не согласен. Но ты говоришь, что я везде воздух гоняю. То есть сижу, везде воздух гоняю, там религию. Про религию же ты говоришь, что я воздух гоняю, правильно? Ты людям голову кружишь здесь, я не знаю, за собой тянешь. Ну, людям кружу голову относительно по поводу ислама, правильно? Религии ислама. Идут тоже, вот тебя слушают, тоже, вот я не знаю, что за люди они вообще. Аллах, я просто... Я голову кружу людям по поводу ислама, я правильно тебя понял? Абсолютно, да. Да, тогда приведи пример, где я закрутил кому-то голову по поводу ислама. Приведи. Ты свою чушь несешь, вот похожие на тебя, которые, да, вот поверили тебе, которые за твоим... Чушь какая? Чушь конкретно? Где чушь? Да, твоя, вот каждая твоя буква, слово... Еще раз, вся буква слова, это означает нигде. Конкретный пример. Вот здесь ты сказал, что в религии ислам там есть то-то и то-то. Это чушь, это неправда. И приводишь далиль и опровергаешь. Я тебе правду говорю, ты микрофон выключаешь. Почему? Будь мужчиной. Слушаю тебя, пример. Пример слушай, пример. Приведи пример. Вот, когда тебе правду говорят, ты постоянно микрофон выключаешь. Короче, я понял, это воздухан Ишак. Это ты воздухан. Это ты воздухан. Барс, это твой Хармат, клиент. можно я ему Барс. вопрос задам? Мне Бери просто его. вот вопрос один мучает. Не надо мне твой вопрос. Скажи, пожалуйста, нет, давай без оскорбления. Я по чистоте вопрос хочу задать без оскорбления. Я не буду тебя оскорблять. Скажи, пожалуйста, ты правоверный мусульманин или нет? Скажи, пожалуйста. Я истинный мусульманин. Альхамдулилля. Скажи, пожалуйста, мне еще один такой вопрос. Ты молишься 5 раз в день? Альхамдулилля. Просто отсюда следует то, что ты либо где-то врешь, потому что ты во всем интернете совершаешь джихад, ты защищаешь ислам, когда тебе есть время молиться. Брат, скажи, пожалуйста. Это вы врете. Это вы кружите голову, понимаете? Не, я не вру, подожди, я не вру, я тебе вопрос задал. Когда тебе есть время молиться, ты в интернете везде на всех сайтах джихад совершаешь. Когда тебе остается времени молиться? Да. Нет, подожди, ты дело в том, что ты готов на джихад. Ты это мне задаешь вопрос? Ему, этому.
как его там. Ты готов на джихад, чтобы... صوبتي ده والله انزل قسم شتيس هديل ده لو حتى Делал. هديل ده контролировать Все, только... Его Кельми его контролировать. И он вопросы хочет задавать. Меня где-то поймать хочет. У тебя не получится, так что пятый. Пятый или четвертый, ты кто там вообще? Ты кому, мне? Тебя и тебе подобный всем вам, я говорю. Кроме вот этот, по-моему, подожди. Седьмой, кроме он, я вижу. Ты Он... мое имя не можешь прочесть, что ли? Он только математику учил в школе, он буквы не учил. Ты мой ник не можешь, ты мое имя не можешь прочесть. Зачем ник мне это сделать? Читать. Ну, Мое мой имя прочитай, там ник. написано. Мой прочитай, ник. Сможешь мой Не, прочитай? это ник? то, что на паспорте Смогу, у я меня двоечником написано. был, что ли, я не смогу читать. А вот надо было Есть учиться что в вот школе. сказать? Я двоечником был. А как ты намаз-то научился делать? О, альхамдулилля, мне Аллах помог в этом случае, отличие от вас. Как пророку? Да, как пророку. Есть вам что сказать? А кто тебя душил? Тоже Джабрилиш душил. Давайте один на один принимайте любой из вас. Я еще раз говорю. Борьбу под одеяло хочешь, да, один на один? Борьбу под одеялом нет. Аллахи, билляй, талай, вы ни один человек здесь не протянете. Да не, я не протянусь точно, нет. Я уже пас, братан. Борьбу под одеяло я не буду делать. Я, брат, я не мусульманин. Алхамдулилlah, я не мусульманин, брат. Вот лает вот только вот здесь вы можете. Один на Не, один. борьбу под одеяло я с тобой не буду. Сразу я сдаюсь, все, ты выиграл. Борьбу будешь под одеялом со своей женой, не знаю, или с кем-нибудь там будешь под одеялом. Тама это где Тама? Жежи. У тебя в заднице. У меня в заднице Аллах. Не ругайся, брат, не ругайся. Ты же со своими братьями общаешься, и то ты ругаешься. Вот твой грех. Понимаешь? За каждый мат сколько лет ада будет тебе? Скажи мне, ахуя. Слышишь, с ними только так разговаривать, больше никак. Что значит на арабском ахуя? Скажи мне. Не, он хочет узнать, кто я такой. Ну, я Привет, дикий девчонки. волк. Ага. Девчонки, привет. И что? О, Дикий. Маржа, это зашла это. Первый признак того, что если Слушай, я сегодня... мужчина слышит, мужчина видит в мужчине девушку, первый признак развития ЛГБТ болезни. Первый признак мусульманина, да? Первый признак, если первый признак, если мусульманин видит в мужчине женщину, первый признак развития его пидорастии. Табачки, лайк. Не будем. Ладно, не жестоко. Так, в первую очередь, у тебя Пока семья болезнь, есть? собор, Ты кому это? пока так, что пока личность тебе пидорастия не достигла критической точки, быстро собирайся к врачу, иди. Это вам К надо. врачу надо поскорее, пока критической точки пидорастия не достигла, и ты не накинулся на своего отца или на соседа. Армат, ну Скорее подожди, решай. у нас есть выход. Третий вариант есть. У нас тут два мусульманина сидят. Один на один, Да, тот Абу вызывает, и Хамзата тот и вызывает. личность, Да? и вместе, да. Выйдете один на один, да? Любовь швачка. Рот надо было ебать. Зачем мусульманам выйти? Вот, видишь. Мы поняли личность. Ты Мы гандон. поняли.
Лично спасибо, Его что даже не слышно. представился. Мы поняли, что ты пидор. Поняли. Все поняли уже, что ты пидор. Рот хочешь мужчине дать. Можешь успокоиться. Весь твой род Все, тебе да, все, да, того, да, что все поняли. сперматозоиды были. Все поняли, что ты хочешь мужчине в рот дать. Ты всем это в интернете рассказал. Тебе, да, я не Успокойся отказал. теперь. За уши держал бы тебя, закинул бы. Я же говорю тебе. Я понимаю. Вы говорите. Я понимаю. За уши держал бы тебя, в рот закинул бы. Для тебя Свои я... еще и фантазии Я рассказывал. прикинь, Тут, к сожалению, тут уже критическая точка. Тут наши полномочия как бы... зашкаливай. Да, тут как бы наши полномочия, все. Тут мы бессильны как Ой, бы. блин. Оказывается, педерастия его достигла критической точки. Все. Болезнь невозвратима. Вот твой брат был. Почему вы все хотите это друг другу рот дать, я не понял. Можешь объяснить? Всегда один на один хотите куда-то там под одеяло. Один на один друг другу. Что с вами? Не, подожди. Один на один я имеется в виду вот то, что... Смотри, я еще раз его подниму, он опять захочет тебя в рот дать. Смотри, смотри, слушай его, Хамза, он тебе обращается, смотри. Он опять Согласен захочет с тебя в рот дать. этим? Абу Хамза, ты согласен с личностью один на один выскочить? Он говорит, что он сможет в рот тебе дать. Формат. Да. Не им, я тебе лично. Вот, ведь именно тебе Хамза говорит, даст, понимаешь? Не им говорит, а именно тебе говорит, понимаешь? Ну что, выскочишь с ним? Чему? Как мужчина микрофон включи ему человеку. Что у вас... Да он говорит, он тебе рот даст, а потом скажет, что мы тебя оскорбляем. Он же такой же мусульман, как ты, хочет с тобой выскочить один на один. Да, Вот он видишь, говорит, что опять он же тебе- говорит, что тебе говорит, да. Не, до конца дай человеку сказать. Зачем Да вы не, он матерится Да, на тебя, мы не хотим тебя как гостя, на чтобы он меня матерился. вообще-то знаешь? Он на тебя материт, не слышишь, он несколько раз говорит тебе, один на С ним один, что он выскочил бы хочет с Абу тобой. Хамзат. Вот, Хамза с ним один на один опять выскочил тебя бы. говорит, что он с тобой выскочил бы. А вот видишь, он вот прямо тебя говорит, рот даст. Твой же мусульманин. А ты-то Это хоть лично его рот. А этот, ему еще приятно говорить, Хармат, прикинь, этому еще приятно говорить, дай ему досказать. Он потом фантазировать будет. настолько вы, я же говорю, вы настолько вы уничтожите. Абу Хамза, вот он сказал, что за уши там даже представления свои рассказал, фантазии, тебе- как он хочет. Да, Тебе да, говорю. как он хочет мужчине дать в рот. А у вас в исламе можно мужчине в рот давать? Ну, аккуратно. Давай вот без этого, без вот этой грязи, без фарма. Ты принимаешь или нет? Вот все. Ой, ты вообще нормальный? Тут прими личность лучше с тобой. Один на один. Ты что, слишком возбудился, что ли? О чем ты? Человек по мере своей испорченности думает, понимаешь? Да вот твой брат мусульманин поднялся. Какой испорченность? Он-то ничего, я его оставил, да. Вот сейчас, в данный момент, ты по мере своей испорченности сейчас думаешь. Понимаешь? Эти твои фантазии такие. Понимаешь? У меня, не у него. Скажи, пожалуйста, уважаемый, а ты сегодня дуа делал? Сделал, чтобы ты сдох. Такие подобные тебе. Ну, как видишь, твой дуа не Алло. сработал. Я живой, все живы. Алло. Слышно Все меня? живы. Хайшул, Свободы, хайшул. Эрфан Хвастес. Саасым, давай. не отключился. А свернутым Я понял одно с вас. Хамза, Вы подожди, я задам свой вопрос еще раз. Меня выкинуло. 90% мусульман, которые, вот ты очкошник, сбежал. Личность. Бля, кига, Личность. арда пришел. Hadita. Эбен я. Пидор oldu. Tanrı almadı o pidor oldu. Пидор, я. Опущен. Бля, Пидор опущен. это Можешь, вкусно дай оттуда. кош.
О, О, пидорас. ус, Это? Балчистане опаздуя. Хабот сейчас. Балчистане опаздуя. Асханани, хухун, балчко. Абу Хамзат, поднимись. Он балчко. Слова сетя, короче. Слова ты видела, короче. Муаммадик. Иксели дуардуай. Муаммадик. Ладно, ебала. Ебала. Ты видела, Мухаммад Джабраилович, церковь, которого давал. Мастер Вуд, это он как раз. Вот, Абу Хамзат. Абу Хамзат, вот вопрос задам свой. А почему 99% мусульман, которые сюда заходят, всегда хотят давать рот мужчинам? Это у вас вы Я друг на друга это не там рот отвечу. Это у даете? них спрашивают, и почему хотят, во-первых. Во-вторых, Еще раз, я вопрос закончу. У вас там мусульмане друг друга мужчины рот дают, у вас можно это делать? И как ты относишься к этому, что 90% мусульман, которые сюда заходят, мужчинам рот давать хотят? Как ты относишься? не надо мне микрофон выключать, хорошо? Да, я закончил, все, уже отвечаю. Ерунду несете. Ну, ты буквально только что слышал, как твой брат мусульманин зашел и не хочет, меня хотел уговорить, там, подкатывал ко мне, хотел, чтобы мне дать это рот. Турпал, предлагал они мне. не мусульмане, они конченые люди. Предлагал мне рот давать, но буквально Ой, ты не сам будет был сараться. свидетелем только что. Не надо мне микрофон еще- выключать. И поэтому я тебе говорю, и ты буквально сам стал свидетелем. 90% мусульман, которые сюда заходят, хотят Парма, ты и мужчинам есть давать рот. Не понял ты? Подожди, и у меня сложилось впечатление, что у вас в исламе там друг другу мужчины рот дают. Это правда? И почему это так происходит? Как ты относишься, как ислам относится к этому рот даванию мужчинам? Вот это очень интересный вопрос. Я думал, ты знаешь, и вроде там на арабском. Головой делать, как у вас, да? Да. Как у вас там горловое пение поддерживается? Как относитесь? Если сейчас не поднимется и не ответит на этот вопрос, то знаешь, у них это норм. Да, не мужчина будет. Не мужчиной будет. Я все это выложу, я его не мужество, я убежал испуганный. Личность твоя судьба решается, жди подсудимый сейчас. Отлично, смотри, сейчас не надо мне микрофон. Вот зашел, вот, еще раз повторю свой вопрос. Всем добрый вечер. Валикум салам, повторю свой вопрос. Вот зашел Абу Хамзат. Так вот, Абу Хамзат, опять же, 90%, которые заходят сюда, мужчины, мусульмане, вот это, предлагают мужчинам минет. У вас в исламе сложилось у меня впечатление, что у вас это разрешено мужчины друг друга делать минет. Разрешено ли это, или как вы относитесь? Пожалуйста, не бегай отсюда и ответь на вопрос, что с тобой? Блин, ну шо? А мужского ничего нету, даже если. Вообще ничего мужского нет. Не мужчиной будешь, если не ответишь на этот вопрос. А обиженка кидает через. Да что ты поднимись, если мужчина. Байсетов Бауржан, пожалуйста, иди сядь на бутылку и сделай всем одолжение. Абу Хамзат, возвращаемся к вопросу. Не надо, вас я это или услышал нет? вопрос. Во-первых, я тебе сейчас отвечу. Смотри, не надо мне микрофон слушаю. выключать. Во-вторых, на ваш вопрос отвечать не стоит даже, знаешь. Потому что ты чушь несешь, и ты и То так... есть из этого, хорошо, из этого я делаю сам как бы логический вывод, что вы там все друг другу в рот палки кидаете, и у вас это разрешено. Все. Формат, можно я задам ему вопрос? Ну,
Можно, Если... пожалуйста? Началось. Не-не-не, Да, послушай, я как тебя давай зовут? шакалы всем, толпой Ты давайте. же меня не знаешь, почему ты нападаешь на меня. Я просто хотел по-человечески вопрос задать. Без подводных камней. Вы все вот одни в одном куче, понимаешь, вы все одинаковые. Он мусульманин, как ты поднялся. Какой вы все? Тебе сам той же мусульманин Я же вопрос тебе хочет еще раз задать. говорю, я хочу задать вопрос по-человечески. Если есть желание, если не- нет, просто так скажи, я он не буду отвечать, получается- я замолчу. Он, получается, не человек, он признал, что он, получается, ишак и не понимает твоего языка, получается. Я не уверен, что он мусульманин. Почему он именно мне хочет вопрос задавать, а не вам? Да Значит, потому что ты же мусульманин, я поэтому к тебе хочу обратиться. Насчет чего хочешь ты ко мне обратиться? Тебя плохо слышу, но ладно, не суть. Смотри, без подводных камней, просто у меня интерес такой. Смотри, самый лучший из рабов для Аллаха это тот, кто умеет делать сабр, правильно? Ну, Я, блин, думал, что как, ты правильно? скажешь это. ну правильно, и что дальше? Правильно. Смотри, потом Аллах говорит, если ты ведешь диалог с кафиром, он тебя не понимает, то ты уподобаешься ему, правильно? Абсолютно верно, брат. Ну вот, тут же у меня Нет, вопрос, смотри, босс. почему ты тогда уподобляешься нам, Хорошо, кафирам? смотри. Я по-человечески задал вопрос. Смотри, я понял тебя, услышал. Смотри, сейчас я тебе отвечу на это. Я по формату в Телеграме, например, да, без никого, без вот этих... я извиняюсь, я это буду сказать формат. И не надо мне микрофон выключать. Вот это, без егошних вот этих шоколята, один на один, на любую тему, я ему... Ты приходи один, мы придем одни, да? Давай, ну ты смотри. молчи, Смотри, ты предлагаешь Стоп, формат, Хамзат, не я секунду, принимает. босс. Хорошо. Это же не Секунду, дает тебе босс. права оскорблять, даже если он оскорбляет. Босс, даже секунду, если он секунду, что-то босс. говорит. А? Дело в том, что у его пророка Мухаммеда все, которые с ним были рядом, были шавками, которые его слюни глотали, смотри, босс. которые его мочу пили, вот эти были шавки. И они думают, что везде, повсюду, все шавки. Если собираются какая-то братва, то они шавки. У них нет понятия там равные среди равных, братва и так далее. Поэтому я тебя понимаю, Абу Хамзат, ты можешь спокойно говорить шавки, не шавки, как бы ты свою религию представляешь. Спокойно говори, что думаешь, что на сердце. Во-первых, когда вы пророка здесь оскверняете, там, не знаю, всякую ерунду несете, а что я должен молчать? Да ни в коем случае. Нет, молчать ты нельзя, ты можешь это более корректно секунду. наоборот показать хорошую Секунду. сторону ислама. Например, Нет, я хорошо, слушаю тебя. Ты секунду, дайте Я мне тебе еще раз секунду. говорю, я не оскорбляю тебя, Босс, ничего тебе плохого босс. не говорю. Босс, секунду, Да. подожди. Абу Хамзат, ты 2 часа сидел, даже залетел с оскорбления меня, с оскорбления всех Я хотел до этого участников. дойти, да. Тебе пришлось 2 часа меня оскорблять и всех участников, прежде чем я оскорбил твоего пророка. Тебе не кажется, что ты меня вынудил на это? Как раз Еще раз, тебе не кажется, что из-за вот таких, как ты, я и оскорбляю твоего пророка? То есть, заметь, я не оскорбил твоего пророка сразу, как только ты зашел и оскорбил и меня, и всех, я не оскорбил твоего пророка. Через полчаса твоих оскорблений не оскорбил, через час не оскорбил. Тебе понадобилось 2 часа, чтобы вынудить меня оскорбить твоего пророка. Тебе не кажется, что ты приложил к этому руку? хорошо, я тебе отвечу на это. Смотри, я, во-первых, внизу сидел, ты здесь сидел с другими. Хоть ты не меня это оскорблял, ты остальным расскажешь такую чушь про пророка, про Аишу, например. А я что, должен молчать? Какую Как чушь? я должен был? Как я Какую должен чушь? был сюда залететь, скажи, да. Какую чушь? Какую чушь? Вот эту всю жизнь, которую ты воздух гоняешь людям здесь. Ну какую чушь я гонял Подожди, здесь? это же Ты все из сидел Аль-Бухари, внизу? это же все из сунны вашей.
Из-за чего? Но это же в Аль-Бухари прописывается все. Почему не принимать-то это? Смотри, у меня такое ощущение. Нет, как этот индийский ислам, который преподает, как его зовут, Пармат? Я забыл его, как зовут. Подожди, друг, подожди. Закир Найк даже сам говорил, что... Ну, сделай сабр немного. Сделай ради Аллаха сабр немного. Я же сабром разговариваю с тобой. Не перебивать, слушать оппонента. Смотри, даже Закир Найк говорит, почему вы не принимаете, например, то, что делал пророк Мухаммед. Говорите открыто это всем. Это же есть на Ютубе, есть везде на канале. Почему это вы принимаете за оскорбление? Даже Закир Найк сам это говорил. Он один из лучших преподавателей ислама, например. Все, что, например, да, может быть, где-то Пармата там задели. Например, я сейчас за него не говорю, он сам за себя может ответить. Просто я привожу довод. Где там что-то задели, его мать там или еще что-то, он мог высказать проблему. Но в основном 90% то, что говорится на каналах, это все берется из Аль-Бухари, из Корана. Почему это не принимаете? Сам Закир Найк это принимает, а большинство мусульман, таких как ты, не принимают. Это принимает за оскорбление. Ты хочешь сказать, что ей не было 9 лет, например? Закир Найк говорит, что было 9 лет. То, что говорят, что ей было 18, там новшество. А если вы привели в новшество, значит, это недостоверный источник. Ну, у меня, в принципе, все. У Пармата единственное одно, к чему... Тебя плохо слышно, друг. У Пармата всю жизнь, говорю, было одно, то, что он зациклился насчет Аиши 9 лет там или что-то там. Вот Да постоянно нет. одно и то же. Валлахи, постоянно одно и то же. Нет. Больше другого нету привести, больше хорошо. Нет. Ты к Это этому... неправда. Почему неправда? Я вообще не... Ты каждый Потому что день... Так это же неправда. не он говорит, это же описывается в Аль-Бухари же. Даже если так, я не Вы на говорю арабском про даже Аишу. читаете, когда сидите где-то, Это... читаете на арабском, вы этот текст читаете. Когда Подожди, собираетесь, братья, там несколько человек. Извини, Я не Пармат. говорю про Аишу. Я не говорю про Аишу всегда. Мне она и так достала, мне это надоело. Я вообще не говорю о ней. У меня Ангел, есть много вещей, о которых я говорю. У тебя нет многих вещей. У тебя нет Ангел, многих. ты хочешь У сказать, что меня Коран без... это сейчас не Пустослов, я тебе котируется в скажу, наше Пармат. время? Подожди, босс, Ты для пожалуйста. меня пустослов, Пармат. Я тебе вот это скажу. Юнайт. Я понимаю, ты что такое пустослов не знаешь. Просто Ты пустослов. используешь слова, ты Галимая, используешь слова, понял? ты Галимая, используешь слова, да, ты используешь слова, которые значения не знаешь. Поэтому я тебе значение прощаю, как я сегодня... идиота тебе я прощаю, на больного же не обижаются. Идиот ты и есть. Идиот не говорит что-то, что я идиот. Но мы Даже только что доказали, что ты воздухан, ну, не что ты важно. сам воздухан. Мы только что доказали, что ты сам воздухан. Ладно, Пармат. Или все остальные тоже, короче. Ты сказал, что Я я вам несу хорошего чушь и не не желаю, смог. конечно, но я отсюда Ты выйду. Я сказал, что я несу чушь и не смог привести ни хорошего одного ничего вам желаю. примера. Ты сказал, что я несу чушь и не смог привести ни одного примера. Ты сам воздухан. Поздравляю. Да, что я стоило ожидать. Ничего не услышал. Он идиот, у него горит внутри, но он не может, у него знаний нету, в мозгах ничего нету, всю жизнь за курдюк барана держался, не учился и бесится поэтому. Надо было отпустить Абу Хамза курдюк барана и чуть-чуть учиться. شو هالواقع شو تشدش يا شملات ولا ايوه
Он что, спустился? Абу Хамза, ты что, спустился? Поднимись, ахи, поднимись. Бисмиллах, поднимись. Козырный латиес. Ахи, ради Аллаха, поднимись. Ради тебя? Ради Аллаха. Ради меня поднимись. Я же так скажу, уже поднимется, не надо уже 1 на 1, там, не знаю, куда-то Почему вызывает. сильно агрессивный? Вот начинаешь задавать вопросы, все, агрессия четкая начинается. Не дослушал. Например, я только это задал не вопрос, начинается вот это вот понос какой-то. Не у всех, не у всех так бывает у них, но очень малое количество нормальных. В основном они же безграмотны. Мухаммед сказал, мы община неграмотных, мы не пишем и не считаем. То есть они безграмотные, и, следовательно, они не могут аргументировать свою позицию внятно, четко и ясно. Поэтому они, единственное, что у них остается, это перейти к физическим доказательствам, то есть насилию. Ну да. Почему они Он 9 лет в как Каире правильно учился, сказать? говорит Пармат. Пармат, прикинь, он говорит, 9 лет в Каире учился. Если Аллаха любишь, ахи, ты сейчас поднимешься обратно. Если Аллаха любишь. Почему то, что написано, они принимают за оскорбление? Ну, то, что сами вы написали, я имею в виду. Потому что им не нравится, как раскрывают их сущность. Я не про Айшу вообще. Вообще там очень много, там, ну, ты же знаешь, это все, я слушал тебя. Там Ну, очень много, и представьте, с они него это все просто... отрицают. Ну, представьте, с него буквально на улице сдернул штаны и оголил его. Так-то они скрывали это все, свои эти левые моменты, жили себе нормально, понтовались, высокомерничали, надменствовали над всеми иноверцами, считали себя выше всех. А сейчас я их на колени поставил и сущность их выявил. Поэтому они бесятся. Мурадов, в Коране чеченцы, написано, это у себя там, короче, все, что в в Коране своем написано, они курятнике, делают сами все свинарнике наоборот. будешь говорить, пошла отсюда, нечисть. Они сами все наоборот Скоро, делают. Вот сами все наоборот делают. скоро афганцы придут за твоим пердаком, пошел отсюда. В Китае дело доуживается. Ралитла, тоже довижется, да, короче, довижется. Thế làm sao báo khẩu. Давай, давай. Ладно, задавишь Б, это. شحال دولار غير دروي. Заводите. Есть кто хочет подняться? Мусульмане есть? Вот. Все сложнее будет, Пармат. А как? Что? Тебе все сложнее будет, Пармат, найти кого-то из мусульман. Этот куда делся? Этот Будалак же был тут. Этот. Юзер, а что тогда ты тут делаешь? Вот, Борз, что ты там хотел? Расскажи, да. Бела цасуна, вас кайвудуйцуду аж дагге аррол вадуйц. Шай век сакарар вак, шай кар вак, шай багул,
وحي وحول الصوت غير مسك ناخ مبوي ناخ شو دك خزم عدو شو نالو مادات да, мол. Ну, да, что, пусть хотя бы цажима жалость хла, щадить надо человека. Какая жалость? Человек поднимается, мужчине говорит, Да, я тебе мы же, что-то, мы же не то хочу, с твоей скорпионы, матерью жалость. хочу. Какая Да. тут это? У нас Мы что же за не это? Наши скорпионы, предки за чтобы такие слова жалость. что делали? Пецо, Цундербо, что мы же не скорпионы, чтобы жало он это самое через хвост. А у нас есть клыки, мы берзлы, мы волки. Ребята, вы нохчуайду, цундер пальмац, чо, цендуис, дигдуис, ша, четко. والله وقصه شيخ دير ريسخل شو إدال إهتو بيشو بقول ميلدل هو دنيا شو ميلدل زينا زونا يعاجو تشبكنا مسهمنا لردل شو وزن دال وينوحجو قام غرب ويدعت غوتي ويدعت غوتين شو تحر دنيا قيتر دات بعرض دليل شدور دنيا خوخلا تخا شاش خليل دو تخا وبرزن ليل شناخبو وقحددو شا دقدو دنيا شوحون بعرق نور قردوش ونح كتات والمتك بويتي على المتك ها بيتنا بس хорошо عيس ما عيس متجيو وين نحكي بين بول Раскам отдадешь, масу крютер, аж крютер бацу. дыгду. То, что в Чечне мы увидели впервые, да, вот я лежу, сплю, да, вот, ну, храплю или как что, сплю, семья, у меня семья, ко мне в квартиру залетает ракета, представляешь? Я выживаю, ну, рука у меня избита, ноги избиты, все, мои дети, жена мертвые, все мертвая, крыша на меня падает, меня вон в пыли, я задыхаюсь, я из этого, так как выжил, я выхожу из этого. Вот что происходит. Так как доверять Российской Федерации этой империалистической... Политик моей, давал банту, вот wallah дендец. Ну, всякое там. Давай. Чингисхан, допустим, хорошо, отцов мы рассудим. Чингисхан пришел, и он что сказал? Хавалвали вокстаг юртер. Воктаг ты валич худыр. شون وعدل بودي أحد بودي شوان وعدل جدون пшеничное вот это тесто он взял в руку и об стену как шлепнул, оно залепнулось в стене. А когда он взял кукурузную пшеничную муку. Тебя просят про рассказать про ребро Руслана. О, это уже личное дело. Это Ольса Шичи. На русском, да, сам масанку это ни одной девушки этот парень не пропускал. Ни одной девушки. Всех девушек изнасиловал, там все такое. И вдруг моя двоюродная сестра, оказалось, она ходит в 8 класс в школу, и он ей перегорожил,
переграждал это самое дорогу, мол, давай знакомиться, все такое. И в этот момент эта девушка, моя, да, сестра, она своей матери рассказала 2-3 раза этот какой-то мужик там, что-то такое. И, прикинь, ко мне приходит со слезами. Почему моя дочка не может в школу ходить из-за этого Руслана, блин? А этот Руслан, он не знает ни хрена. Он ему, знаешь, вот наплевать на всю Чечню. Я ему говорю, а ну быстро нахрен за мной. И когда я его вывел, блин, давай, быстро за мной, я тебе говорю, блин. Я же тоже КМС по дзюдо самбо. А он ни хрена. Пусть будет он боксером там, мне похрен. Но зато я за свою сестру... Мод побед сгинул. Прикинь? И в этот момент, в этом, за девятиэтажкой, я говорю, давай все, вот рядом стадион. Я не люблю, чтобы люди там разбирались, чтобы разминали, там, ты кто, ты что, там, что у вас. Вот этого я не люблю. 1 на 1. Давай иди за мной. Я его тащил. И он остановился, упал на колени. Прикинь? Я обернулся, я смотрю, я говорю, что с тобой? Все, говорит он, я больше дальше не пойду. Прикинь, прямо сзади у 9-этажного дома он на колени у меня упал. И в этот момент я говорю, ни хрена себе, блядь, ты что? Раз уж такой мужик, блин, в этой Чечне, Сырноводске, Асине, Плетовске, Ставрополе, Ростове, Волгограде, везде ты зубы, золото берешь, ты такой, я не знаю, ты кто такой, для меня ты никто, я говорю. Я чеченец, а ты кто, я говорю. Прикинь, он там лазит, там вырывает прямо из уш у женщин, от уш он вырывает вот эти золотые Сережки, да. Сережки там, все такое. И весь дипломат он, видимо, собрал. И, короче, в этом момент, я говорю, почему, ты что, не мужик, я говорю, чтобы, я 1 на 1. А из-за чего? Я говорю, потому что ты моей двоюродной сестре не даешь дорогу в школу. Идиот, блядь. Я тебя, блядь, сука, нахрен зарежу, блядь. И все. И в этот момент он все, дикий. Я против тебя не пойду. Раз она твоя двоюродная сестра, я ей больше не буду дорогу это самое. Короче, я ему, а ну все, за все, что за ее материнские слезы, что ее мама ко мне пришла, вот за это давай бороться, я говорю. Клянусь тебе. Я его вот так за шиворот, вот так вот качтелят, халуаз воасы. Ага. Хай матоуши, антият. Хай лук где. На русском. Я его за шиворот беру, я говорю, все, блин, за слезы моей сестры, мол, и так далее. И он говорит, нет, говорит, ему алыс, нахче моста, Приветствую всех, кто поднялись. Привет. Ну ладно, короче говоря, в этот момент оказывается, я Можно задать вопрос, вот этот, который рисунком льва или что-то такое? Леон, привет. Как тебя зовут? Можно. Меня?
Не, второй рядом, который посередке. Между Леоном и Мам. тобой. Как? А, его волк, ну, не знаю, его волк просто. Как тебя зовут, волк? Мгм. Как тебя Да. зовут? Меня? Да. О, приятный голос. Аж прям... Палца бечь, Ой, вестили. бля, начинается. Ты можешь сказать, как тебя зовут? Акборз, дикий. Скажи мне, ты когда-нибудь ты в Нидерландах живешь, правильно? Да. А, понятно, понял. Теперь я поняла, кто ты. Мгм. Спасибо. Ты Биго пользовался, правильно? Как? Биго Лайв. Может быть, я не знаю, не помню. Не может быть, а точно. Окей. А что там случилось? Не, я просто помню, как ты евреев дерьмом покрывал. Я просто тоже пользовалась, я постоянно пыталась тебе У вас, доказать, что... когда Ибрагим, там вот это все, у вас евреев всегда ласкали по шелчку. Вот этого мне уже не понравилось. Когда Я не по знаю даже, про миру- кого ты говоришь. Я даже не знаю, про кого ты говоришь. Потому что ты заходил на мои стримы, где мы там просто сидели и прикалывались. Да И, мне, блин, понимаешь, мне похренать или начихать, или Мама, наплевать. мама. Понимаешь? Мама, Дело не в этом. молодец, мама, молодец, я love you. Я говорю, Нахуй, я какой. просто говорю, прямо говорю. Еврей, не еврей. Вот он когда одна... Подожди ты секунду, подожди секунду. одна Ну, хватит поднялась... тараторить. Хватит А, тараторить секунду. Он заведующий детской хирургией в Голландии. Если он заведующий детской хирургией Голландии, я балерина. Да. Ну и что? Я балерина, Да. если он... Леон, ты тут вообще? Он что, спит уже, да? Он спит уже. Понятно. Я балерина, если он заведующий, блин. Ну, конечно, я заведующий. Человек, который не может сложить две буквы вместе, блин. И правильно Заведующий их детской написать. хирургии. Я думаю, он заведующий... И что? Подожди Да. секунду, если ты прошел 2 войны, ты что? Это дает тебе какой-то что-то плюс к У чему-то? Я меня не поняла. памяти не осталось на вас. Серьезно? На нас Понимаешь, не на осталось тебя. памяти? Да, У тебя на нас всех. не осталось У меня памяти? уже не хватает памяти. Я Ты шел знаешь, что по я... своей Послушай, дороге. блин, ну хватит тараторить уже. А. Ты знаешь, что Ты я тебя же узнала? идешь по своей дороге. Вот я иду тоже Послушай по меня, своей дороге. хирург детской, я там, я не знаю чего-то, блин. Заведующий детской хирургии. Я только по голосу тебя узнала, чтобы ты понял, блин. Леонора или кто ты там? Я думала, тебя уже кто-то где-то грохнул за твои высказывания, а ты все еще живой. Да зачем меня грохать нахрен? И тебя не грохнули. Кому он нужен? Заведующий детской хирургии. Ты Ой, блин, больше какая будешь жесть. искать меня, чтобы спасти себя. Ты будешь меня Мастер искать. КМС Тебя еще. искать? Конечно. Серьезно? О чем ты думала, дура? Ты не умеешь красиво разговаривать, да? Типа, Не, мама. ты настолько ущербный, что ты даже нормально А разговаривать не что ты умеешь. хочешь наехать на меня, да? Если, Или... послушай меня секунду, волк, или как тебя там зовут. Поверь мне, если бы я хотела на тебя наехать, я бы уже давно на тебя наехала. Ты ненормальный, блин, заведующий. Ну, нормально, тогда хренов. так же не спеши, и аккуратно, спокойно. Ну, я же не поговори. виновата, что ты медленно понимаешь. Я не умею твои медленно разговаривать. мысли, твоя жизнь мне далеко, И понимаешь? что? Не надо сравнивать свою жизнь со мной. У меня охрененная жизнь. Ну, и у меня также. Ну, подожди секунду, послушай. Я слышу, что у тебя, еще раз, акцент какой-то, ну, не как у коренного нидерландца. У меня вот интересно, а где ты родился? Я родился в Грозном. В Грозном. Вопрос. Какого хера ты вот так вот любишь палестинцев, вот всех вот этих вот... Да какого хера ты живешь в Нидерландах, а не на своей родине? Подожди, а кто тебе сказал, когда я палестинцев?
Не Я тебя спрашиваю, пролетел. потому что я слышала, как ты отзываешься о Израиле и о евреях. Я тебе задала вопрос, не отвечай мне, ты вообще-то не еврей. Когда вы... Подожди секунду, я разговариваю. Хорошо, хорошо. Я Давай, разговариваю. давай. Послушай, ты сидишь, я помню наши разговоры именно с тобой насчет Израиля, да? Ты говоришь, вот оккупанты, шмакупанты, туда-сюда. У меня вопрос. Вот какого хера ты вот так вот уехал с своего Грозного и живешь в гейропе, как вы их называете? Почему Ну, ты я живешь весь по западному миру, если ты такой Хорошо. вот верующий, такой офигенный, заведующий Хорошо. детской хирургией, бля? Хорошо. Я сам в 97 году весь израненный в коме. Я даже проснулся в Германии, а потом меня в Голландию, в Ирландию перевезли. И все. Ну, если у вас так хорошо, почему перевезли? Почему? Я не знаю, может, в Германии не такая медицина. Чтобы еще лучше стало. Да. А может, там не так было. Но да, в Германии меня ноги, руки все восстановили, операции делали. Ты понимаешь, прямо между ног мне взорвался гаубиц. Ты представляешь, большая яма, из меня должно было быть куски, одни куски, но я выжил. Я выжил Так по... получается, подожди, получается так, что... Получается так, что ты, сидя, родившись в Грозный, сидя, Да. как вы говорите, гейропа, получил медицинскую помощь, но при этом А наезжаешь почему на другие вы страны. так сразу обвиняете Гей-Европу? Ну, потому что вы... Нет, послушай, не-не-не-не-не-не. Послушай, ты не путай. Алло, бля, закройся секунду, я тебя выслушала. Закройся секунду, я тебя выслушала, теперь выслушай меня. Европы, блядь, Послушай меня секунду. Без Это не я мата, говорю. без мата, мама. Без мата, Это не без я мата. говорю, это вы так говорите. Как по мне, Европа, это Европа, блин. Как по Хорошо. мне, это вы так говорите, но при этом Хорошо. вы наезжаете на все страны. И вы, сидя в Европе, пытаетесь превратить все в ваш халифат. Скажи мне, ты не видишь, что типа лучше Халифат? продвинутый мир, чем... Какой халифат? Это Бля. у вас халифат. Он не мусульманин. Послушай меня. Он не Ну, блин, мусульманин. послушайте, я не знаю, Аллах, как тебя зовут? Меня Аллах. зовут... Ну, Аллах, как скажешь, все равно. Я Аллах. Хорошо, Я тебе еще раз говорю, я Адикла, тебе все, что я тебе сейчас, бля, ну закройся, ну что ты тараторишь, как бабка, которая продает Да я ж эти тебя семечки, слышу. блядь. Всё, Всем привет. успокойся. Всем привет. Подожди, Я тебя привет. спрашиваю, потому что Привет, еще раз, привет. я не знаю, что ты здесь наговорил, я тебе говорю, что я... Вот почему я тебя вспомнила, потому что я помню нашу с тобой ругань в этом Big Live насчет Израиля, как ты постоянно всем желал в Израиле смерти. Вот оно в чем дело. Ну да. Ух А ты как думал? А что, Ибрагима вы могли, блин, опустить? Какой нахуй Эбрагим? Я извиняюсь за маты. Я тебе еще раз объясняю. Вы Ты же его поднимал... Бля, ну опустили, блядь, закройся суки, блядь, секунду и дай ёбаный мне рот. сказать. Ну ты вообще не умеешь других слушать? Или ты тупой, или глухой? Реши сам. Да подожди, вас сколько мы должны на плечах, блядь, поднять нахуй. Вау. И тащить, блядь, суки. У меня к тебе вопрос. Давай еще один вопрос. Ты вы что, какой у вас? У меня к тебе еще один вопрос. Сколько лет ты живешь в Нидерландах? Какое твое дело, если на то пошло? Я тебе задам следующий вопрос, чтобы узнать, сколько лет ты живешь в Нидерландах? Ну, 18 лет. Ты нидерландский выучил? Конечно. Где ты работаешь? А какое твое дело, опять же? Ёб твою мать, блядь. Ты что, судья Да, без или мата, без прокурор, мата, без мата, блядь, без твою мата. мать, блядь. Без чё ты мою мать это- трогаешь? Я сейчас... А чё ты? Вернусь опять к тому, что я хочу Ты сказать, сама говоришь. что ты настолько ущербный, что ты задеваешь мою маму.
Или у вас ты нет же такого, сама что задернула мою мать, блядь. я не трогала твою мать? Дура, блядь. Ёб Нет, ты твою трогала, мать, ты мне трогала. сказала. Губить стон между ног. Ты то- же сама сказала, ёб твою мать, блядь. Блядь, так я же не твою Что имела в ты виду, пиздишь, правильно? блядь? Я Дура, просто ёб злюсь. твою. Не, все, хватит, все, Он хватит. опять то же успокойся. самое несет, блядь. Соцаться же мама давала, мама, хватит, давайте без Подожди, мам, пап. брат, подожди. И что он живет, ну, допустим, в Нидерландах? И что он у тебя в Израиле, что ли? Нет, слава богу, что такие люди, как он, у меня в Ну. Израиле. Слава богу, Ну, просто а что, где хочет, живет, да? я договариваю, а ты меня перебиваешь. Немножко уважения. Я просто, еще раз, я в том плане, что я помню его разговоры со мной на моих же стримах в Bigo Life. Никакой Ибрагим, я даже не знаю, про кого он говорит. Когда он мне сидел, с пеной рта доказывал, что Израиль – это просто убийцы, которые Ну, а им может, это нельзя. не он был, ты точно уверен? Ты что, прикалываешься? Может, Я зашла и сказала ему, как его зовут и где он живет. Ты что, думаешь, что я вообще не знаю, с кем я разговариваю? Ну, серьезно, Я бля. говорю, ну, может быть, не он был, я не знаю. Еще раз я тебе говорю, что я его спросила, где он живет и какая аватарка у него там была. И он мне сказал, да, это я. И ты что думаешь, что... Ну, я не может, понимаю, он с кем я разговариваю? пересмотрел свои взгляды, Что и он он еврей. пересмотрел? Что он пересмотрел? Ну, к Израилю взгляды пересмотрел, может. Серьезно? Это получается, подожди секунду. Волк, значит, сейчас ты любишь Израиль? Я никого не унижал. Я тебе не скажу, любил. почему ты начал. Я сейчас заматерюсь. И я Подожди. тебе скажу. Подожди, Я нет, никогда в ты, своей жизни подожди, я потому что вас не разговаривай. знал. Потому А что я знаю. разговариваю. Если бы ты Я увидел мое вас лицо, не знал и если бы знать ты увидел не мое хочу. лицо, ты бы узнал. Понимаешь? Поверь мне, это. похуй. Блядь, ты можешь рот Кто закрыть секунду. Израиль, не Израиль, Он не Палестина, сидит в блядь. Бегалайфе, Вау. Мне прикол, у него в похуй, Бегалайфе понимаешь? нету. А. У него телефона нету, слушай, даже. Что ты, о чем ты? Как он в дура? Бегалайф зайдет? Ты лучше поговори, что ты хочешь сказать. Не, Я- это, всё, походу, что- ты всё, что- перепутала его с кем-то. Я не реально. перепутала Это его, он. потому что его Ты голос, путаешь. ну, это очень легко Акцент, сейчас голоса отмазаться. похожие бывают, слушай, Да, бывают. конечно, конечно. Голоса Он не похожи, имя мусульманин, похоже. во-первых. Смотри, Да. он, во-первых, и не мусульманин, во-вторых, он не за Палестину. И во-третьих, Она- против евреев я он тебе ничего не говорю, говорил. С мне другим похуй. чеченцем путает. На всех похуй. Да, конечно. На всю землю мне похуй. Вот если ты мне... На всю землю тебе похуй? Конечно. Я один. Все, я один. Капец, Поэтому, один. если ты сегодня попадешь на мою кушетку, чтобы оперировать тебя в хирургии, я Пиздец. тебя... сука, Долбоеб, это пиздец. без скальпа я тебя оперирую нахуй. Поняла? Ты даже разговаривать не умеешь, блин. Под Оперировать он наркозом собрался. нахуй, под наркозом нахуй. Оперировать он собрался. что ты хочешь? Да, Откуда он знает, что такое уважение, блин? Ну, Я серьезно. без наркоза, без скальпеля я тебя Подожди секунду. оперирую. Если Если- ты Ты лох, Подожди. сейчас меня... На тот Боже, ты момент- сейчас меня без Тебе ножа примерно сейчас зарежешь. где-то 30 лет, правильно? да, мне 33 года. Вот, пожалуйста, а ты мне говоришь, что я не знаю, с кем я разговариваю. Да он прикалывается, какой 33 года. Как вы Да. можете верить? Он же в шутку вам говорит, ему больше, как по-любому Под больше 50. 40 лет. Да, под 50, да. Короче, конечно. Все внизу, смотри, все угорают, как 30 лет, 33. Да, вы его с кем-то перепутали, это он не мусульманин, ему на все это как бы далеко. Да, и наплевать. к евреям нормально относится он. Ему 60, вот ему 60. Вот, да, ему 60. Ему 60. Ему землю я... Леон, Он проснись, меня тут один мой этот вот ненормальный обижает. Он Леон, пьяный вернись. мастер. Леон, тут одна нас обижает. Пожалуйста, брат, проснись, убери ее. Она тут нас всех обижает. Наехала Я на вас нас обижаю? на ровном месте. На ровном месте наехала на нас. Сказала, обвинила, короче, Борза нашего, старого волка нашего. Точно. Это миленькая Точно. моя, сладкая.
успокойся. Все нормально. Это не я. Ты перепутала. Кстати, все те, которые пишут русскими буквами на вашем языке, если вы думаете, что я не понимаю, что вы пишете, я понимаю, так что успокойтесь. А ну переведи, я не понимаю. Я не понимаю. Вы немножко не на того человека напали. Можешь перевести? Я не понимаю, что они пишут. Ну, это ваши проблемы. А Леону тебя- я завтра А Леону я завтра напомню, кто такой Борз. Борз это Борз. Да, молодец. Молодец. Напомни, пожалуйста, напомни. Спокойной Леон, ночи, хирург. Да. Я это самое, да, я хирург.